Программа «События» довольно насыщенная. Сегодня презентуют продукцию мастеров народных промыслов. Шеф-повара проведут мастер-классы по приготовлению национальных блюд. Обязательно подпишут соглашение о сотрудничестве с другими регионами. Ну и, конечно, одно из главных событий дня – свадьба по национальным чувашским обрядам. Стенд Чувашии «6-метровая тухья» привлекает внимание как детей, так и взрослых. Внутри тухьи зона виртуальной реальности. Надев VR-очки, жители Чувашии и гости обязательно выставки окажутся в волшебном лесу Сувар. Рядом с 400-летним дубом Кереметь. Чувашский богатырь Улыб расскажет легенду о 5 сыновьях хана Кубрата. На любой вопрос гостей ответят 3D-голограммы просветителя Ивана Яковлева и легендарного начдива Василия Чапаева. Конечно, здесь же можно будет приобрести и сувениры от чувашских мастеров. Узнать интересные факты о республике можно в специальной викторине. Кстати, каждый, кто ответит правильно на все 16 вопросов, получает турпутевку в Чувашию. Тур выходного дня называется «Мне бы в Чебы». Победители лотереи доставят в столицу Чувашии из Казани на Валдае, проведут экскурсии. Вообще, День Чувашии – это своеобразный портал в республику по разным направлениям – туристическому, культурному, инвестиционному и социальному. Так что Чувашия приглашает в гости всех желающих. Вообще, концепция экспозиции нашей республики «Чувашия благодарит». Кстати, благо – один из национальных орнаментов. Наши дизайнеры приготовили стилизованные заставки для смартфонов, которые, кстати, могут скачать подписчики телеграм-канала «Наши новости». На заставках изображены третий космонавт планеты Андриян Николаев, монумент матери-покровительницы и старейшины чувашских дубрав, главное дерево страны, которое, кстати, сегодня тоже будут чествовать. 372-летний дуб, который растет на территории Маргаушского муниципального округа в Чувашии, стал российским деревом года 2023. За него свои голоса отдали 21,5 тысячи человек. Старейшина чувашских дубрав внесен в национальный реестр старовозрастных деревьев России. Экспозиция нашей республики включает 8 разделов: сельское хозяйство, экология, образование и культура, здравоохранение, спорт, социальная политика, наука и промышленность. Свои достижения представят все министерства Чувашии. Кстати, сейчас идут дни Минздрава нашей республики. С мерами профилактики заболеваний глаз гостей выставки ознакомят специалисты офтальмологической больницы. На площадке педиатрический авторефрактометр. С его помощью можно сделать скрининг глаза бесконтактно, ну а самое главное – безболезненно. Кстати, каждый, заглянувший на площадку, станет участником розыгрыша сертификатов от Республиканской офтальмологической больницы. Победители получат бесплатную коррекцию зрения, лазерную и блефаропластику. Также в программе интерактивная игра «Зарядка для глаз» от ростовой куклы «Суперглаз». Одним из главных символов экспозиции в павильоны регионы России стала вышитая карта нашей страны, создание которой в свое время инициировала Чувашия в год культурного наследия народов России. Интерактивная карта встречает всех посетителей прямо у входа в ВДНХ. Кстати, площадку Чувашии посетили уже более 20 тысяч человек. Всего на выставке России на ВДНХ в Москве побывали более 1 миллиона жителей нашей страны. Если вы тоже хотите посмотреть, как регионы презентуют свои достижения, приходите, приезжайте, прилетайте на ВДНХ. Это должен увидеть каждый. Кстати, экспозиция продлится до 12 апреля 2024 года. Посетить ее могут все желающие абсолютно бесплатно. Прямо сейчас вот-вот начнется торжественная церемония открытия Дней Чувашской Республики. Так что все внимание туда. Что вы знаете о Чувашии? Например, что нашему языку и культуре уже несколько тысяч лет.
Или что мы самый маленький регион Поволжья, но при этом пятая по численности народность России. Что, если я скажу, что вы прикасаетесь к Чувашии гораздо чаще, чем кажется? Например, дома. Каждый день. Чувашия – флагман российского релестроения. На протяжении полувека 2/3 устройств, обеспечивающих стабильность электроснабжения, выпускаются у нас. В каждой 6-й квартире страны стоят чувашские двери, а каждый 20-й – чувашские окна. Ежегодно республика выпускает по 700 грамм конфет на каждого жителя России. Но мы за здоровый образ жизни, поэтому каждый россиянин съедает еще и по выращенному в Чувашии килограмму овощей. 13 миллионов российских мужчин хотя бы однажды приходили на работу в наших рубашках, а сотни тысяч из них еще и в наших носках. Произведенной у нас перекиси водорода хватит, чтобы 2 раза в месяц перекрашивать всех жительниц России в блондинок. К слову, после реализации проекта СПИК 2.0 это можно будет делать 2 раза в неделю. В каждой 2-й квартире страны стоит чувашская сантехника, а производимых труб хватит, чтобы 2 раза обернуть землю по экватору. Каждый россиянин периодически работает в огороде в чувашских перчатках. А если он решил выращивать хмель, то мы уверены, что скоро он переедет в нашу республику. Каждый 10-й ребенок катается на чувашских качелях, а его резиновый мяч точно сделан на нашем заводе. Даже если вы никогда не бывали у нас в гостях, поверьте, каждый день вы пользуетесь вещами, произведенными у нас. Приятно познакомиться. Чувашская республика. Урегун Булдыр, Хизефля, Ханазем, Хакла, Ендерсем. Добрый день, дорогие друзья, уважаемые земляки, москвичи и гости столицы. Мы приветствуем на дне региона, дне Чувашской республики на международной выставке форуме «Россия». Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня гостеприимная Москва принимает у себя нашу любимую Чувашию и дарит вам праздник, который объединит всех земляков, друзей, родных и близких, познакомит с национальной культурой чувашского народа, ведь Чувашия – край 100 тысяч песен и танцев. Наша Чувашия действительно любима. Это настоящая жемчужина в щедрой россыпи уникальной культуры России. А ее самобытность – волшебный дар, завещанный нам предками. И сегодня здесь, на международной выставке форуме «Россия», в самом центре нашей столицы, мы будем петь чувашские песни, танцевать чувашские танцы, играть в чувашские игры, угощаться национальной кухней и напитками. Гости праздника смогут не только узнать историю, традиции и обряды Чувашии, но и поучаствовать в различных активностях.
На стенде Чувашской Республики гостей праздника ждут мастер-классы по изготовлению национальных украшений, знакомство с древней столицей Чувашии, городом Чебоксары, с туристическими местами Чувашии, викторины, розыгрыши призов и туристических путевок в лучшие санатории и лечебные учреждения республики. Мастер-классы проходят для детей и взрослых. На стенде даже можно проверить свое зрение. Ну что ж, дорогие друзья, наслаждайтесь праздником. Принимайте активное участие, пойте, танцуйте, занимайтесь чувашской кухней, отдыхайте, а главное, узнайте поближе Чувашию. Яркую, гостеприимную, щедрую, трудолюбивую, с древними традициями и удивительным добрым народом. Добро пожаловать в Чувашию! Вас приветствует Чувашский государственный академический ансамбль песни и танца. На сцену приглашается глава Чувашской Республики Олег Алексеевич Николаев.
Все, заработал, да? Үрігін бұлдыр, хақларанда хақлы ендерсем, хақларанда хақлы юлдашсем. Чаваш республикин день, паянги ВДНХара ирдеген, выставка на хушанаганзене, херелюренде, херелен, черерен, салам. Уважаемые земляки, уважаемые гости выставки «Россия» на ВДНХ, мы сегодня всех приветствуем от Чувашской республики. И, конечно же, мы сегодня говорим «Добрый день», «Здравствуйте», «Ирегон» и на многих других языках, которые звучат в разных уголках нашей большой страны. Чувашия очень компактная республика, которая находится на берегу великой реки Волга, на пересечении всех основных железнодорожных и автомобильных магистралей. Чувашская республика – это регион небольшой, площадью 18 143 тысячи квадратных километров, где проживает 128 народов и национальностей. И в течение 70 лет, находясь в очень дружной семье русского народа, русского мира, делает все, чтобы наша страна крепла, развивалась, а самое главное, это делала на основе собственных традиций. Мы народ тоже имеющий свою культуру, свои традиции, язык. Ну и, конечно же, делаем свой вклад в это дело. Чуваши – это 5-я по титульности нация в Российской Федерации. И, конечно же, сегодня мы делаем все, чтобы все это сохранялось. Чувашия, в том числе, по мнению ведущих экспертов этнографии и туризма, больше имеет женское начало. Прежде всего, потому что Чувашия – это женского рода. Во-вторых, посмотрите на одежду наших женщин, и они, на мой взгляд, подтверждают некую истинность легенды о чувашских амазонках. Ну и, конечно же, основное традиционное народное творчество, вышивка, которая присутствует на всех одеждах, повседневных, праздничных и иных, по иным случаям одеваемых одеждах чуваша, они, конечно, передают глубокую философскую истину и мысль, которая живет и передается из поколения в поколение. Ну и, конечно же, вышитая карта России, которая находится в этом зале, она также сделана на основе ручного прикладного искусства. Она и здесь, и там представлена, здесь в цифровом виде, там в натуральном музейном экспонате. И мы гордимся, что мы смогли объединить 263 мастера ручного прикладного искусства всех народов, которые проживают в Российской Федерации, во всех субъектах. И сегодня гордимся этим шедевром. И, как говорят, есть мнение, оно является оберегом государства российского. Мы представили себя, Чувашию, на этой выставке со слоганом «Чувашия благодарит» или «благодарит». Именно исходили из двух основополагающих смыслов в этом слогане. Это первое – «Чувашия благодарит» и «Чувашия благодарит». Чувашия благодарит президента Российской Федерации, правительство Российской Федерации за те национальные проекты и государственные программы, в рамках реализации которых мы создаем современные условия жизни, соответствующие современным стандартам для жителей Чувашии как в городе, так и в сельских населенных пунктах. Благодаря им мы за эти годы, за последние 4 года отремонтировали и модернизировали более 100 объектов первичного звена здравоохранения. Это ФАПы, офисы врачей общей практики, амбулатории, поликлиники. И все эти объекты работают на основе бережливых технологий для того, чтобы людям было удобно, комфортно, ну и, конечно же, максимально, скажем, эффективно. Мы за эти годы построили уже
5 школ, и сейчас находится в строительстве еще 6 школ по 3 программам. Это классическая программа создания образовательных учреждений, это комплексное развитие сельских территорий, это концессия, в рамках которых президент поставил задачу построить не менее 1300 школ по всей Российской Федерации. Как уже сказал, 3 из этих школы строятся в Чувашской Республике. Хоть мы и занимаем 3-е место по оснащенности объектами физической культуры и спорта, буквально в ближайшее время мы сдаем один из самых крупных спортивных центров в городе Чебоксары, стадион «Волга», который ожидал своей реконструкции, а можно сказать, вновь построения уже почти 10 лет. И более 16 тысяч квадратных метров будут предоставлены спортсменам, где одновременно смогут заниматься 9 направлений по 9 видам спорта одновременно не менее чем 1500 человек. В следующем году планируем начать строительство Центра водных видов спорта и создать для наших спортсменов по этим направлениям, пловцов, прыгунов с трамплина, великолепные условия, а самое главное, возможность проведения соревнований мирового уровня. Планируем завершить также создание Центра зимних видов спорта. Это не только биатлонный центр, это не только лыжные гонки, это и возможность круглогодично проводить тренировки для горнолыжников за счет аэроподушки, которая также будет входить в инфраструктуру этого спортивного комплекса. Конечно, активно обновляем общественный транспорт за всех возможных источников, которые предоставлены по решениям президента и правительства. Ну и, конечно же, активно используем возможности для создания условий развития бизнеса. Это и особая экономическая зона в городе Новочебоксарске, это и индустриальные парки, которые создаются в рамках индивидуальной программы развития Чувашской Республики, это и частные технопарки в рамках развития промышленной политики Российской Федерации, это специнвестконтракты 2.0, 2 из 26 в России реализовываются сегодня в Чувашской Республике. И это только малая часть того, что мы делаем в рамках предоставленных нам возможностей по решениям президента и правительства Российской Федерации. И, конечно, мы за это благодарим. Но благодаря за это мы, конечно же, и развиваем те блага, которые традиционно Чувашская Республика предоставляла в пользование всем жителям Российской Федерации, в свое время Советского Союза, ну и всем нашим зарубежным партнерам. Мы до начала санкционного давления сотрудничали почти со 100 странами. Сегодня уже превысили, потом снизились до 60, сегодня снова превысили уже цифру 80. Это 80 наших зарубежных партнеров. Какие же блага дарит Чувашия своим партнерам? Это, конечно же, прежде всего электротехника, которая традиционно производилась в Чувашской Республике и во время Советского Союза, и сейчас. А самое главное, все это делается на самых современнейших технологиях и цифровых платформах, и, естественно, на отечественных решениях. И благодаря им сегодня функционирует очень надежная система энергообеспечения. Ходят корабли, атомоходы строятся и ходят, летают самолеты, и обеспечивается очень четкий интервал движения поездов на вновь создаваемых магистралях. Самые мощные трактора, которые производятся в Чувашии, превращают горы в карьеры и в те материалы, которые нужны для строительства. Но, как уже сказал, благодаря специнвестконтракту 2.0, который мы реализовываем на базе чебоксарских тракторов, уже их номенклатура наполнилась тракторами малой и средней мощности, и наши садоводы, виноградари, иные сферы получают очень нужную современную технику для различного назначения. Конечно же, химическая продукция традиционно очень сильная позиция Чувашской Республики. Есть много позиций по химии, крупнотоннажной, малотоннажной, которая производилась только в Чувашии, и вся резинотехника в Советском Союзе и в Российской Федерации производится на основе одного из продуктов ацетонанила, который производится
на нашем химпроме. И вот благодаря, опять же, другому специнвестконтракту 2.0, который реализован также в Чувашии с химпромом, буквально недавно совместно с Денисом Валентиновичем Мантуровым запустили производство перекиси водорода антрахиноновым методом. И сегодня, конечно же, в этом плане буквально через полгода Россия абсолютно не будет зависеть ни от каких импортных составляющих. Ну и, конечно же, нам не будет страшна никакая санкционная политика. 90 с лишним процентов хмеля производится в Чувашской республике, и мы сегодня активно возрождаем этот продукт. И к нам пришли ведущие пивоваренные компании, и мы уверен, буквально в ближайший год-два мы снова начнем производить уже не сотни, а тысячи тонн этого замечательного продукта. И по праву будем называться столицей зеленого золота и России. Ну и будем конкурировать с мировыми производителями по всем этим направлениям. Все у нас для этого есть. И мы приглашаем к сотрудничеству, конечно же, всех заинтересованных людей. И мы понимаем, хмель нужна не только для пивоварения. Хмель нужна и для фармакологии, хмель нужна и для косметологии. Ну и, конечно же, в этом направлении позже будем двигаться. Казалось бы, гуси, мясо гусей, 75% мяса этого замечательной птицы производится на территории Чувашской республики. И именно отсюда или наши энтузиасты вывели новую породу, я там как-то по-другому называется, но я назову эту породу, которая по всем показателям превышает предыдущие на более чем 20%. Опять, коллеги, могу перечислять долго, но это, наверное, самые такие локомотивные направления, в чем точно мы являемся лучшими. И на этом основе, конечно же, будем активно поддерживать и малый бизнес, и других наши предприятия, которые будут двигаться, развиваться. Но при этом все это мы планируем делать только на основе современных технологий. Таких технологий, которые будут беречь экологию, будут создавать лучшие практики, ну и, конечно же, будут обеспечивать максимальное бережное отношение к природе. Мы с вами знаем, президент недавно подтвердил незыблемость нашей линии к нулевому углеродному следу в 2060 году. Для этого Чувашия приняла всю необходимую нормативную базу и план к адаптации изменениям экологии, и концепцию устойчивого развития, а самое главное, дальше вырабатываем стандарты, индикативы, на основании которых будем оценивать технологии, которые будут применяться при реализации тех или иных инвестиционных проектов. И за счет этого, конечно же, будем задавать и тренд, и сами развиваться, а самое главное, сохраним экологию и природу на будущие времена. Ну и, конечно же, мы гордимся нашей природой. Это наша великая река Волга, и с нашими партнерами, соседями, которые находятся на реке Волга, мы активно работаем, прежде всего, чтобы его оздоровить. А дальше вернуть туда жизнь прежде всего для туристического передвижения. А для этого нужна инфраструктура, и мы этим будем активно заниматься. Чувашия, конечно же, ждет гостей для различного назначения. Для того, чтобы учиться, наши вузы замечательные и великолепно оснащены благодаря взаимодействию с ведущими предприятиями. Для ведения бизнеса и инвестиций. Для того, чтобы оздоровиться, наши федеральные центры офтальмологии и эндопротезирования являются одними из лучших. Ну и, конечно же, предоставляют максимально высокий сервис. Это наши санатории и те технологии, которые в них наработаны, позволяют не только отдохнуть, а вместе с замечательной экологически чистой едой еще и, я бы так сказал, обрести уверенность и спокойствие. Поэтому мы говорим о том, что мы вместе с Россией, мы понимаем, на каком этапе мы сегодня находимся, и очень ответственно выполняем все те шаги, которые завтра нам будут приносить успех. Всех приглашаем в Чувашию. Иризунза кедетпер хаклы улдашсем. Добро пожаловать в Чувашию. Мы вас благодарим, Олег Алексеевич. Нам
дорогие так друзья, много мы хочется по ней вам рады. рассказать. О том, как мы принимаем гостей. И как путешествуем сами. Как храним легенды и чтим традиции. О том, как производим и создаем. Как проектируем и наращиваем мощности. Как участвуем в крупнейших промышленных проектах. О том, как ценим открытость. Как учимся создавать цифровые решения. И как нас учат этому наши дети. О том, как создаем условия для развития и как изобретаем новое. Как помним и чтим героев. Тех, кто вернулся из космоса. Тех, кто пал, защищая Родину. И тех, кто совершал подвиги в тылу. Как объединяем страну и передаем знания сквозь поколения. О том, как любим природу. Как обеспечиваем продовольственную безопасность. И делимся всем, что заботливо выращиваем. О том, как спасаем и лечим. Как проводим уникальные операции. И как бережем каждого младенца. О том, как восхищаемся мощью, красотой архитектуры и историей наших городов. Нам так много хочется вам рассказать. Но сегодня мы просто хотим за все это поблагодарить. Спасибо, Россия! Вот она, наша богатая Чувашия. Ну а мы, дорогие друзья, с вами не прощаемся. В 13:00 мы вас всех ждем в этом же зале. Здесь начнется круглый стол Комитета Государственной Думы по туризму. Итак, дорогие друзья, до встречи в 13:00.
Что вы знаете о Чувашии? Например, что нашему языку и культуре уже несколько тысяч лет. Или что мы самый маленький регион Поволжья, но при этом 5-я по численности народность России. Что, если я скажу, что вы прикасаетесь к Чувашии гораздо чаще, чем кажется? Например, дома. Каждый день. Чувашия – флагман российского релестроения. На протяжении полувека 2/3 устройств, обеспечивающих стабильность электроснабжения, выпускаются у нас. В каждой 6-й квартире страны стоят чувашские двери, а каждый 20-й – чувашские окна. Ежегодно республика выпускает по 700 грамм конфет на каждого жителя России. Но мы за здоровый образ жизни, поэтому каждый россиянин съедает еще и по выращенному в Чувашии килограмму овощей. 13 миллионов российских мужчин хотя бы однажды приходили на работу в наших рубашках, а сотни тысяч из них еще и в наших носках. Произведенной у нас перекиси водорода хватит, чтобы 2 раза в месяц перекрашивать всех жительниц России в блондинок. К слову, после реализации проекта СПИК 2.0 это можно будет делать 2 раза в неделю. В каждой 2-й квартире страны стоит чувашская сантехника, а производимых труб хватит, чтобы 2 раза обернуть землю по экватору. Каждый россиянин периодически работает в огороде в чувашских перчатках. А если он решил выращивать хмель, то мы уверены, что скоро он переедет в нашу республику. Каждый 10-й ребенок катается на чувашских качелях, а его резиновый мяч точно сделан на нашем заводе. Даже если вы никогда не бывали у нас в гостях, поверьте, каждый день вы пользуетесь вещами, произведенными у нас. Приятно познакомиться. Чувашская республика.
Что вы знаете о Чувашии? Например, что нашему языку и культуре уже несколько тысяч лет. Или что мы самый маленький регион Поволжья, но при этом пятая по численности народность России. Что, если я скажу, что вы прикасаетесь к Чувашии гораздо чаще, чем кажется? Например, дома. Каждый день. Чувашия – флагман российского релестроения. На протяжении полувека 2/3 устройств, обеспечивающих стабильность электроснабжения, выпускаются у нас. В каждой 6-й квартире страны стоят чувашские двери, а каждый 20-й – чувашские окна. Ежегодно республика выпускает по 700 грамм конфет на каждого жителя России. Но мы за здоровый образ жизни, поэтому каждый россиянин съедает еще и по выращенному в Чувашии килограмму овощей. 13 миллионов российских мужчин хотя бы однажды приходили на работу в наших рубашках, а сотни тысяч из них еще и в наших носках. Произведенной у нас перекиси водорода хватит, чтобы 2 раза в месяц перекрашивать всех жительниц России в блондинок. К слову, после реализации проекта «СПИК 2.0» это можно будет делать 2 раза в неделю. В каждой 2-й квартире страны стоит чувашская сантехника, а производимых труб хватит, чтобы 2 раза обернуть землю по экватору. Каждый россиянин периодически работает в огороде в чувашских перчатках. А если он решил выращивать хмель, то мы уверены, что скоро он переедет в нашу республику. Каждый 10-й ребенок катается на чувашских качелях, а его резиновый мяч точно сделан на нашем заводе. Даже если вы никогда не бывали у нас в гостях, поверьте, каждый день вы пользуетесь вещами, произведенными у нас. Приятно познакомиться. Чувашская республика.
Что вы знаете о Чувашии? Например, что нашему языку и культуре уже несколько тысяч лет. Или что мы самый маленький регион Поволжья, но при этом 5-я по численности народность России. Что, если я скажу, что вы прикасаетесь к Чувашии гораздо чаще, чем кажется? Например, дома. Каждый день. Чувашия – флагман российского релестроения. На протяжении полувека 2/3 устройств, обеспечивающих стабильность электроснабжения, выпускаются у нас. В каждой 6-й квартире страны стоят чувашские двери, а каждый 20-й – чувашские окна. Ежегодно республика выпускает по 700 грамм конфет на каждого жителя России. Но мы за здоровый образ жизни, поэтому каждый россиянин съедает еще и по выращенному в Чувашии килограмму овощей. 13 миллионов российских мужчин хотя бы однажды приходили на работу в наших рубашках, а сотни тысяч из них еще и в наших носках. Произведенной у нас перекиси водорода хватит, чтобы 2 раза в месяц перекрашивать всех жительниц России в блондинок. К слову, после реализации проекта СПИК 2.0 это можно будет делать 2 в неделю. В каждой 2-й квартире страны стоит чувашская сантехника, а производимых труб хватит, чтобы 2 раза обернуть землю по экватору. Каждый россиянин периодически работает в огороде в чувашских перчатках. А если он решил выращивать хмель, то мы уверены, что скоро он переедет в нашу республику. Каждый 10-й ребенок катается на чувашских качелях, а его резиновый мяч точно сделан на нашем заводе. Даже если вы никогда не бывали у нас в гостях, поверьте, каждый день вы пользуетесь вещами, произведенными у нас. Приятно познакомиться. Чувашская республика.
Что вы знаете о Чувашии? Например, что нашему языку и культуре уже несколько тысяч лет. Или что мы самый маленький регион Поволжья, но при этом пятая по численности народность России. Что, если я скажу, что вы прикасаетесь к Чувашии гораздо чаще, чем кажется? Например, дома. Каждый день. Чувашия – флагман российского релестроения. На протяжении полувека 2/3 устройств, обеспечивающих стабильность электроснабжения, выпускаются у нас. В каждой 6-й квартире страны стоят чувашские двери, а каждый 20-й – чувашские окна. Ежегодно республика выпускает по 700 грамм конфет на каждого жителя России. Но мы за здоровый образ жизни, поэтому каждый россиянин съедает еще и по выращенному в Чувашии килограмму овощей. 13 миллионов российских мужчин хотя бы однажды приходили на работу в наших рубашках, а сотни тысяч из них еще и в наших носках. Произведенной у нас перекиси водорода хватит, чтобы 2 раза в месяц перекрашивать всех жительниц России в блондинок. К слову, после реализации проекта «СПИК 2.0» это можно будет делать 2 раза в неделю. В каждой 2-й квартире страны стоит чувашская сантехника, а производимых труб хватит, чтобы 2 раза обернуть землю по экватору. Каждый россиянин периодически работает в огороде в чувашских перчатках. А если он решил выращивать хмель, то мы уверены, что скоро он переедет в нашу республику. Каждый 10-й ребенок катается на чувашских качелях, а его резиновый мяч точно сделан на нашем заводе. Даже если вы никогда не бывали у нас в гостях, поверьте, каждый день вы пользуетесь вещами, произведенными у нас. Приятно познакомиться. Чувашская республика. России – это все 89 регионов нашей страны, собранные под одной крышей. Именно здесь всего за один день можно увидеть огромного сахалинского краба, телепортироваться на Камчатку и послушать звуки Приморья. Впрочем, это только малая часть достижений страны. Расположились на 23 тысячах квадратных метрах павильона ВДНХ. Так что можно путешествовать по России, не выходя с выставки. Но если вы все же предпочитаете любоваться красотами нашей страны вживую, то продумывайте маршруты заранее. Тем более в нашей России есть куда поехать и что посмотреть. В последние годы активно развивается внутренний туризм, и, конечно же, Чувашия не исключение. Можно добраться с Чебоксар до Казани и обратно на Валдае. В Чувашию прибыло и новое речное судно на подводных крыльях «Метеор». Уже в следующем году он будет проезжать мимо Чувашии 2 раза в день. Чувашия в числе регионов, подключившихся к проекту «Великий Волжский путь». Это межрегиональный туристский маршрут, проходящий по территории современного Приволжского федерального округа в зоне исторической северной части Великого Шелкового пути. Кстати, самым доступным и популярным видом отдыха россияне назвали автомобильные путешествия по стране. Развитие автотуризма – одна из тем круглого стола Комитета Государственной Думы по туризму и развитию туристической инфраструктуры. Из минуты на минуту начнется заседание. А пока у меня есть возможность общаться с председателем комитета Сангаджи Тарбаевым. Сангаджи Андреевич, здравствуйте. Здравствуйте, и пользуясь случаем, хочу приветствовать всех жителей Республики Чувашия. Вы были в Чувашии, своими глазами видели и нашу прекрасную природу, и туристические какие-то объекты. Как считаете, какие перспективы у Чувашии вот в плане развития туризма?
Ну, Чувашия находится практически, как вы сами сказали, на перекрестии очень многих туристических маршрутов. Это и Великий Волжский путь, и автомобильных, несколько федеральных дорог находятся там, и точек притяжения. И ваши соседи тоже очень активно развивают туризм, поэтому все шансы на успешные перспективы развития именно туризма в Республике Чувашия, мне кажется, налицо. А вот как вы думаете, на чем нашей республике стоит делать упор? Я считаю, что основа любого туризма – это места размещения. То есть чем больше туристов может провести ночь, 2-3 на территории, тем больше, скажем так, отдачи с точки зрения финансов, с точки зрения выгоды и перспективы есть у региона. Поэтому прежде всего это места размещения. И второе, безусловно, важное условие – это транспортная доступность. Сегодня до Чувашии можно долететь, можно доехать на поезде, вот уже можно скоро будет в массовом порядке доплывать. Вот. А вот что касается автомобильного сообщения, то здесь, мне кажется, нужно это все просто упорядочить с точки зрения именно целеполагания, чтобы Республика Чувашия была не транзитная территория, через которую едут, а именно та территория, на которой задерживаются. А для этого, безусловно, важно развивать автомобильный туризм. Вот как раз-таки к автомобильному туризму. Вы сами путешествуете на автомобиле по нашей стране? Знаете, в последнее время, когда вот начала работать в Государственной Думе, к сожалению, реже путешествую на автомобиле, потому что чаще перемещаюсь авиаспособом, но люблю сам иногда сесть за руль и проехать. Большое... Если будет возможность доехать до Чувашии на машине с несколькими интересными остановками, то обязательно, конечно, буду этим пользоваться. Приезжайте, мы будем счастливы. Санганджей Андреевич, большое спасибо за уделенное время. Я знаю, уже начинается круглый стол, вам, наверное, пора бежать. Большое вам спасибо. Переключаемся на круглый стол. Вот он буквально начинается с минуты на минуту. Хватка бультерьеров сцепилась и сказала, все, Чувашия. Наши некоторые депутаты даже ревнуют. Говорят, почему так много времени Чувашии посвящают. Мы тогда сейчас начнем по команде. Начать наш круглый стол. Здесь на ВДНХ на выставке «Россия» тайминги очень жесткие. У нас есть всего 2 часа, час. В общем, сколько скажет Алла Леонидовна, столько у нас и есть, но при этом, при всем, нам очень много чего нужно обсудить. Поэтому, коллеги, буквально через минуту мы начнем. Если вы не против, то, пожалуйста, присаживайтесь.
Коллеги, я еще раз всех приветствую. Мы начинаем наш круглый стол. Ой, можно я, вот, если вы не против, выйду немножко из-за вот этой тумбы. Во-первых, я вас всех приветствую. Попрошу вас поприветствовать нас тоже вашими аплодисментами. Это не совсем обычный круглый стол нашего комитета. Я могу даже сказать о том, что такой круглый стол вот в таком месте, в выставке, при таком большом количестве людей, при такой публичности, он проходит чуть ли не впервые. За что мы хотим поблагодарить прежде всего руководство Республики Чувашия, которое предоставило нам свою площадку в свой день для того, чтобы мы обсудили очень важный, один из важных вопросов, который сегодня является одной из основных повесток туристического развития в России. Сегодня заявленная тема – это развитие автотуризма. Я Сангат Джатарбаев, я возглавляю комитет по туризму Государственной Думы Российской Федерации. Сегодня в зале сидят наши коллеги, которые тоже являются членами нашего комитета. Наш комитет занимается вопросами развития туризма в Российской Федерации, и тот вопрос, который выбрали мы сегодня для обсуждения, он не является случайным. Почему? Потому что мы очень много говорим сегодня о развитии разных видов туризма, но автомобильный туризм постоянно находится где-то в стороне. Хотя, по последним исследованиям, по тем данным, которые есть у нас в Государственной Думе, большое количество россиян сегодня все больше и больше выбирают для себя туризм как автотуризм. Сегодня мы поговорим о том, что такое автомобильный туризм. Сегодня мы поговорим о том, что необходимо для более бурного развития автотуризма. И, безусловно, сегодня мы поговорим о том, какие регионы или какая территория сегодня наиболее подготовлена для того, чтобы этот автотуризм начал развиваться. Мы сегодня... Для меня лично автомобильный туризм состоит из трех фундаментальных вещей. Первое – это понятно, что это придорожная инфраструктура. Это та инфраструктура, которая позволяет автомобилистам не просто ехать из точки А в точку Б, но и по дороге иметь все возможности для комфортного времяпрепровождения, для того, чтобы можно было останавливаться, для того, чтобы можно было отдыхать, наслаждаться природой, заезжать в те места, которые сегодня являются точками притяжения. Это первое. Второе – это, безусловно, места размещения, потому что туризм, он без мест размещения как таковых не существует. Если человек приезжает просто посмотреть и уезжает, это не турист, это экскурсант. Мы как раз-таки ориентируемся на тех туристов, которые останавливаются на ночлег, проводят какое-то время на той или иной территории, таким образом имеют возможность более полного погружения вот, в ту действительность, в ту реальность, куда они приехали. Ну и третье, безусловно, это сами точки притяжения, которые являются теми целями и теми маяками, куда люди сегодня едут. Говоря об автомобильном туризме в практическом приложении, я, честно говоря, для себя вижу прежде всего те территории для развития автомобильного туризма, где уже существует хоть какая-то подготовленная инфраструктура, где уже существуют сформировавшиеся турпотоки, где уже существует культура посещения тех или иных мест. На территории Российской Федерации таких территорий на самом деле очень много. Можно говорить, что Золотое кольцо является той территорией, которая уже сформировала определенный трафик и определенную инфраструктуру. Южное направление, где у нас традиционно в летнее время особенно большой наплыв автомобильного транспорта и автомобильных туристов. Конечно, Черноземье – это та территория, через которую проезжает очень большое количество людей и в последнее время все больше и больше останавливается. Но сегодня мы поговорим еще об одной территории, которая тоже, на мой взгляд, является перспективной для развития автомобильного туризма. Это Поволжье в целом и Республика Чувашия как один из центров притяжения автомобильного туризма. Мы сегодня пригласили к нам сюда очень много экспертов, которые будут делиться своим знанием, своим мнением, своим опытом, своей экспертизой. Сегодня присутствуют здесь представители Совета Федерации, сегодня присутствуют здесь руководители региона. Они скажут чуть попозже, им я обязательно предоставлю слово. И, конечно же, сегодня присутствует очень много людей, которые связаны именно с территорией. С территории, безусловно, не только Поволжья, но и всей Российской Федерации, потому что мы с вами находимся на выставке России. Уважаемые коллеги, вступительное слово на этом я хочу закончить. Под ваши аплодисменты я хочу предоставить слово главе Республики Чувашия Олегу Алексеевичу. Олег Алексеевич, пожалуйста. Если хотите, можете с места, хотите здесь. Да.
Ну, давайте я тоже за вами последую, вот здесь стану. Дорогие друзья, я еще раз приветствую всех сегодня на площадке выставки России на ВДНХ. И со своей стороны также благодарю Сангажа Андреевича, Комитет Государственной Думы Российской Федерации, всех участников круглого стола за то, что откликнулись и наполнили содержанием День Чувашской Республики здесь, на этой площадке. Нам, конечно же, заявленная сегодня тема очень важна, ровно по тем причинам, о которых только что говорил Сангажа Андреевич. Ну, а если еще спуститься на более конкретные составляющие, то вот буквально недавно мы сдали основную часть магистрали М-12, которая проходит через Чувашскую Республику. А напомню, эта трасса или магистраль, автомагистраль строится и в перспективе дойдет от Санкт-Петербурга до Владивостока. В этом году откроется уже до Казани. И, очевидно, территория Чувашской Республики станет для москвичей намного ближе. Уже можно будет доехать до Чувашии, до территории Чувашии за 3,5-4 часа. А до отдаленной точки города Чебоксары еще 1,5 часа, до Алатыря еще меньше. И это автоматически делает более привлекательным для тех людей, которые сегодня все больше и больше выбирают проводить выходные на автомобиле, выезжая в какой-то из субъектов Российской Федерации и узнать больше о нашей стране, получить впечатления, эмоции, ну и, конечно же, уехать домой в конце уже выходных, отдохнувшим, набравшим сил, ну и окунуться в свои привычные трудовые будни. И в этой связи наша задача, и на это нас ориентирует президент страны, создать, конечно же, необходимый сервис, комфорт, и чтобы это было безопасно и удобно для всех туристов. С одной стороны, для без законодательного регулирования очень сложно по этому направлению двигаться. С другой стороны, само законодательное регулирование тоже будет опираться на некоторые такие, скажем, практические действия, где-то вот как сегодня впервые. Сангажа Андреевич, я думаю, что вообще сама выставка впервые в таком формате проходит в мире, и здесь должно быть много, что впервые проходит, и за счет такого креативного подхода мы, вся страна, должны сделать рывок вперед, в том числе в области обсуждаемой сегодня темы, в области автотуризма. И мы, Чувашская Республика, в этом очень заинтересованы, чтобы прежде всего максимально использовать формирующуюся практику, когда можно где-то в пилотном регионе войти и соответствующим образом сформировать практику, где-то отработать какие-то механизмы, а самое главное – объединять для этого усилия с нашими коллегами из соседних регионов, Поволжья прежде всего, тем более по самой Волге мы уже объединились, создали национальный туристический продукт «Великий Волжский путь» и, соответственно, будем активно его наполнять содержанием. Ну и я думаю, что если для туристов будет возможность еще комбинировать автотуризм, туризм по другим направлениям, водным, авиа, железнодорожным транспортом, это тоже вполне возможно будет таким неким элементом драйвера развития различных туристических продуктов и их разнообразия предложений для потребителей. Я уверен, у нас сегодня обсуждение состоится, потому что эксперты, которые пришли, очень, скажем, люди профессиональные, увлеченные, занимающиеся этой тематикой, а мы, республика, готовы в эту работу включиться в полной мере, вернее, мы уже включились, и мы готовы придать динамику по тем направлениям, которые требуют наших совместных действий. Спасибо еще раз большое всем. Спасибо, Олег Алексеевич. Олег Алексеевич, вы включились не просто, вы включились, по-моему, в числе первых, потому что в нашем комитете уже начался небольшой такой конкурентная борьба, вот, потому что вот Алла Леонидовна сидит здесь, она представляет Республику Чувашия, она стала инициатором такого мероприятия именно вот в таком формате, и уже сегодня сидит Татьяна Георгиевна Лобач сидит, Андрей Павлович Марков, это из Севастополя, Воронеж, они уже сегодня думают о том, почему бы не провести такое же мероприятие, правда, и в рамках дней ваших регионов. Я уже не говорю об Артеме Прокофьеве Артеме Вячеславовиче, который, как обычно и принято Татарстану, всегда хочет быть номером один, но сегодня номер один Чувашии. Извините, пожалуйста, Артем Вячеславович. Ваш день завтра.
Уважаемые коллеги, у нас сегодня присутствует еще представитель Совета Федерации, заместитель председателя Комитета Совета по социальной политике Махмат Исаевич Ахмадов. Прежде чем он начнет сказать, хочу сказать о том, что коллеги из Совета Федерации нас очень часто поддерживают, и во многих вопросах у нас есть очень конструктивные и, скажем, четкие позиции, которые пересекаются во многих вопросах. И я хочу поблагодарить в вашем лице ваших коллег, которые сегодня тоже будут представлять вас. Пожалуйста. Добрый день, уважаемые участники круглого стола. Приветствую вас от имени Комитета Совета Федерации по социальной политике. Одной из важнейших задач развития туристической отрасли на современном этапе является удовлетворение растущего спроса наших граждан на внутренние туристические поездки. В связи с этим особое внимание нам необходимо уделить разработке новых привлекательных маршрутов, расширению географии путешествий, развитию новых видов туризма. Автомобильный туризм как нельзя лучше способствует решению этих задач. Учитывая популярность поездок на автомобильном транспорте, большое количество автолюбителей в нашей стране, автотуризм, безусловно, имеет огромный потенциал и перспективы для дальнейшего развития. В настоящее время многие российские туристы уже совершают поездки на автомобилях, но вопросы состояния придорожного сервиса, качества дорог в региональных не позволяют в полной мере использовать те преимущества, которые заложены в этом виде туризма. Именно на решение этих вопросов и направлено поручение президента России Владимира Владимировича Путина, которое предусматривает развитие отечественного автотуризма как целого комплекса и масштабные программы развития современных автомобильных туристических маршрутов. Обозначенные в поручении географические направления, охватывающие практически всю страну, ставят перед нами непростую, но весьма актуальную задачу, решение которой позволит нашему туризму выйти на новый качественный уровень. При решении этой задачи нам необходимо уделить внимание двум основным направлениям. Первое направление – это создание условий для комфортных поездок для всех, кто использует автомобильный транспорт в качестве средств передвижения. Это граждане, направляющиеся в другие города и регионы с деловыми и личными целями, а также для посещения крупных мероприятий, а также пассажиры междугородних и межрегиональных автобусных маршрутов. Для них необходимо создать условия для комфортных поездок с возможностью кратковременных и более длительных остановок, предоставления услуг питания, отдыха и даже ночевок в мотелях при поездках на дальние расстояния. Второе направление – это предоставление услуг туристам, использующим автомобильный транспорт для путешествий по специально разработанным маршрутам, для осмотра достопримечательностей, посещения туристических объектов, памятников истории, культуры, архитектуры и других объектов показа. Для этой категории необходимо разрабатывать специальные программы, то есть полноценные туристические пакеты. И, конечно, для всех категорий путешествующих необходимы качественные современные дороги. Речь идет не только о междугородних, межрегиональных трассах, но и о внутрирегиональных и муниципальных дорогах, связывающих туристические объекты. Здесь мы рассчитываем на тесное взаимодействие с Министерством транспорта. Как всегда, основной объем работы предстоит выполнить в регионах этого масштабного проекта и предоставить свои предложения и наработки. Вместе с тем, региональные инициативы должны быть увязаны в единую систему в соответствии с концепцией развития автотуризма и планом ее реализации. Предлагаю также рассмотреть вопрос о включении мероприятия по развитию автотуризма и его инфраструктуры в национальный проект «Туризм и индустрия гостеприимства». В целом хочу отметить высокую актуальность вопроса, который мы будем обсуждать в рамках нашего круглого стола. Это проект очень интересный и важный. Хочу пожелать успешной плодотворной работы. Уверен, что результатом ее мы примем необходимые решения и рекомендации. Спасибо. Спасибо большое, Махмат Исаевич. Сейчас в Российской Федерации формируется концепция и стратегия развития автомобильного туризма с точки зрения всей Федерации. Но, как я уже сказал, некоторые регионы уже сделали в этом направлении самостоятельные шаги. Одна из этих
Один из этих регионов — это Республика Чувашия. Я хотел бы сейчас пригласить на эту сцену заместителя председателя кабинета министров Чувашской Республики, министра экономического развития и имущественных отношений Чувашской Республики Дмитрия Ивановича Краснова, который нам расскажет о том, что же в Чувашии придумали с точки зрения стратегии развития туризма. Может быть, какие-то элементы мы сможем перенять и на федеральный уровень. Пожалуйста, вам слово. Спасибо. Добрый день, уважаемые участники. Олег Алексеевич, вот я смотрел вот со стороны на вас, Нгаджи Андреевич. Ну, кажется, что-то вам не хватает. Предлагаю добавить колорита немного. Смотрите, вот Олег Алексеевич из Шубари. Девчонки, вытащите, пожалуйста, тоже нам шубар. И вот нашему модератору давайте мы подарим этот прекрасный шубар от Чувашской Республики. Ну, прям шубар князя туризма. Вот теперь дело пойдет. Ну, пока Нгаджи Андреевич примеряет, о, смотрите, настоящий калмыцкий чуваш. Уважаемые друзья, в этом году мы досрочно выполнили все планы и показатели по развитию туризма в Чувашии. Меня зовут Дмитрий Краснов, я зампред правительства Чувашской Республики, курирую направление развития туризма, и за 7 минут, которые мне предоставлены, расскажу о тех выводах, которые мы сделали по итогу работы над стратегией туризма в контексте сегодняшнего круглого стола. Совсем другое дело. Помогала нам в этом команда Российского государственного университета туризма и сервиса. И сегодня круглый стол, как уже обозначено, посвящен вопросам развития автотуризма в России. Хотим, чтобы наш регион не только подключился к этой работе, но мы готовы выступить драйвером этого направления, потому что для нас это важно. В развитии этого направления есть большой потенциал развития и экономики, и территории Чувашской Республики. Для нас туризм является, как и для всей страны, стратегическим приоритетом, драйвером роста. Ну и видим, что у нас есть огромный потенциал, он определяется и богатым культурным, историческим, природным наследием, уникальная транспортная доступность территории, ее социально-экономическое развитие. Ну и данные статистики, вот представлены на слайде, демонстрируют стабильный турпоток, рост турпотока и социально-экономический вклад туризма в экономику Чувашии в целом. Но вот мы видим, что по динамике и темпам роста мы этот год отработали очень хорошо. За 9 месяцев турпоток прибавил плюс 50%, а это плюс 200 тысяч туристов за этот год. Хотя знаю, что потенциал есть, потенциала еще больше, мы точно можем его реализовать. А для этого нам нужно соответствовать запросам современных туристов. Для этого, конечно, необходимо развивать инфраструктуру и номерной фонд и, соответственно, подтягивать качество сервиса. Все эти задачи соответствуют тем поручениям президента, правительства Российской Федерации, главы Чувашской Республики. В Чувашии используется системный подход к решению многих вопросов, в том числе в сфере туризма. Приняли концепцию развития туризма. Ну, конечно, для того, чтобы более активно использовать тот потенциал, который мы видим, нам понадобилась эта стратегия до 1935 года, в которой мы уже четко, конкретно определили цели, задачи, приоритеты, включили туда и пространственный подход к развитию территории, разрабатывается мастер-план агломерации Чувашской Республики. Ну и мы видим, что эта стратегия у нас в целом отвечает на содержательный вопрос, она конкретная. Мы проанализировали все действующие государственные программы, изучили лучшие региональные практики, выявили те инструменты, которые на сегодняшний день у нас есть, которыми мы можем пользоваться для того, чтобы и инфраструктуру создавать, номерной фонд создавать, продвигать наши продукты, увеличивать доходность в отрасли, инвестиционный потенциал, подготовку кадров. В дальнейшем планируем работать не только с профильной государственной программой развития туризма, но также хотим включиться в работу и по всем сквозным ведомственным государственным программам. Вместе с тем, для дальнейшего развития сферы туризма, мы вот тоже в стратегии об этом указали, в регионе нам недостает некоторых инструментов поддержки. В частности, не хватает нам содействия по развитию придорожной, портовой инфраструктуры, в которой так заинтересован инвестор, территория.
Очень хотелось бы такого централизованного продвижения туристических предложений регионов не только на внутреннем, но и на зарубежных рынках. Ну, может быть, есть смысл подумать в том числе о поддержке в приобретении и средств доставки туристов, может быть, о субсидировании туристических перевозок. Реализация стратегии, та, которая была представлена, подготовлена, позволит нам увеличить основные показатели туристической отрасли к 2030 и 2035 году, соответственно, в 2-3 раза по основным макроэкономическим показателям. Ну а самое главное, создать необходимые объекты инфраструктуры, как туристической, так и обеспечивающей, и поднять на должный уровень качества сервиса. Но вот самый один, наверное, из ключевых выводов этой стратегии, то, что сегодня невозможно качественно развивать туризм в отдельно взятом регионе. Нереально. 89 регионов, каждый, если будет замыкаться в своем регионе, но это не про туризм страны, а просто про туризм отдельно взятой территории. В нашей стране активно развивается внутренний туризм. Наша страна огромна, прекрасна, интересна. 89 регионов. Ну, даже вот давайте посмотрим на эту экспозицию регионов на ВДНХ. Ну, один регион краше другого. Даже если в год мы 2 раза едем в отпуск с семьей, 89 регионов, ну, нам нужно 45 лет только чтобы проехать все регионы. Ну, нереально. Но, с другой стороны, мы понимаем, что не нужен нам берег Заморский. У нас и у самих есть что посмотреть. Вопрос только в качестве. Вопрос только в том, насколько мы сможем удовлетворить придирчивого туриста в сервисе и в тех условиях, в которых он будет размещаться. Но уверен, что совместными усилиями, регионами, с федеральными органами власти, с институтами поддержки мы эту задачу решим. Поэтому мы предлагаем подход, при котором турист приезжает на макротерриторию, когда за одну поездку он может посетить не один регион, а 4, 5, может быть, больше. И основы такого подхода на федеральном уровне, они заложены и в профильной государственной программе, и в национальном проекте. Поэтому стратегически для развития туризма в Чувашии, конечно, нам нужно думать масштабнее, выходить за рамки одного региона в контексте именно макротерритории. Сейчас есть сложности, не скроем, это из-за отраслевой, межрегиональной разрозненности, но отсутствует такое постоянное сквозное взаимодействие даже в рамках одного региона. А в макрорегионе есть и конкуренция по турпотоку, и за туриста, и по количеству турпоездов, и так далее, и так далее, и так далее. Но мы понимаем, что в объединении с другими регионами, с федеральными программами и есть наш потенциал. Мы хотим синхронизировать нашу работу в рамках этой стратегии в пределах единой туристической макротерритории «Большая Волга». Почему нам это важно? Мы понимаем место Чувашии в туристической карте страны. Наша задача – задержать туриста максимально долго на конкретной территории, но при этом оказывать качественные и разнообразные услуги. Для этого нам нужны и наши уважаемые соседи, наши братья, наши партнеры. Без них нам, конечно, будет просто вытаскивать одну территорию сложнее. Мы уже реализуем наши межрегиональные туристические маршруты. Вот совместно с Республикой Татарстан, совместно с Республикой Мариэл в этом году мы защитили национальный туристический маршрут «Великий Волжский путь». Включились в эту работу, будем только его развивать. В этом турмаршруте, конечно, связующей нитью у нас является наша любимая река Волга. Но и такой же связующей нитью для регионов Поволжья, безусловно, являются и автомобильные дороги. Развитие туризма, автотуризма напрямую зависит от развития транспортной сети. Есть соответствующие поручения президента и правительства Российской Федерации. И для Чувашии автотуризм – это в том числе инструмент интеграции с другими регионами макротерритории. Это повышенная привлекательность республики для туристов. Ну и автотуризм, на наш взгляд, это более доступный вид отдыха, особенно в пиковые сезоны, по сравнению с другими направлениями. Поэтому нам нужно создавать, и мы будем вкладываться в соответствующую инфраструктуру и придорожного сервиса в том числе. Ну и в целом автотуризм
по итогу этой работы стратегии одна из стратегических линий разработанной стратегии. Уже есть предпосылки. У нас Чувашская республика очень удобно расположена между Москвой и регионами Урала и Сибири. По ее территории проходят крупнейшие федеральные автодороги. В ближайшее время заработает уже и запустится скоростная автодорога М12 на всем ее протяжении. И в связи с этим, конечно, мы учитываем эти наши особенности и будем развивать вдоль этих федеральных трасс соответствующую инфраструктуру для наших туристов. Это должно позволить привлечь транзитных туристов на близлежащие территории и запустить в работу, можно сказать, инвестиционный такой туристический потенциал в близлежащие наши районы. И мы хотим пригласить потенциальных инвесторов, партнеров к сотрудничеству по развитию инфраструктуры. Со своей стороны обещаем всестороннюю поддержку для реализации всех этих проектов. Уважаемые коллеги, благодарю вас за внимание. Надеюсь, наши инициативы вы оцените. И мы готовы работать вместе с вами. Чувашия ждет, Чувашия благодарит. Спасибо. Спасибо большое, Дмитрий Иванович. Вы своим выступлением на самом деле дали пас ко второму вопросу нашей повестки, потому что мы как раз-таки во втором вопросе хотели обсудить перспективы развития автомобильного туризма в России на примере Приволжского региона. И для того, чтобы начать говорить на эту тему уже, скажем так, с федеральным размахом, конечно, без исполнительной власти тут мы ничего сделать не сможем, поэтому мы сегодня пригласили сюда директора департамента, исполняющего обязанности директора департамента развития туризма Министерства экономического развития Российской Федерации Алимбека Туземовича Хидзиева. Пожалуйста. Хидзиев. Извините, пожалуйста, Алимбек Туземович. Сангаджи Ильич, спасибо вам за приглашение, спасибо и Чувашии за приглашение, за то, что пригласили принять участие в столь важном мероприятии. На самом деле, те тенденции развития автотуризма, которые мы сейчас видим, они свидетельствуют о том, что эта область именно направление туризма, оно очень развивается очень большими темпами, большими шагами, и, соответственно, здесь необходима соответствующая реакция для того, чтобы мы понимали, какая поддержка нужна этому виду туризма в субъектах. Что я хотел бы отметить? Я бы хотел действительно подтвердить то, что и Республика Чувашия, и прилежащие другие субъекты Российской Федерации принимают активное участие в том, чтобы приоритизировать те ключевые направления, по которым сейчас развивается туризм в регионах. Имеется в виду с точки зрения туристических маршрутов. Да, действительно, был одобрен и признан национальным туристическим маршрутом маршрут, который называется Великий Волжский путь. Сейчас он объединяет 3 региона. Я думаю, что в последующем при помощи методологической какой-то консультации и содействия нас, в том числе региона-координатора, я думаю, что этот проект будет далее расширен, дополнен и еще более интенсифицирован по тем турпотокам, которые мы сейчас там видим. Что касается теперь непосредственно автотуризма, хотел бы отметить, что эта сфера развивается семимильными шагами. Действительно, из той доли автомобильного транспорта, которая у нас сейчас считает статистика, более 80% приходится на легковые автомобили. Что такое для автолюбителя автотуризм? Непосредственно путешествие на легковых автомобилях – это путешествия, которые наиболее доступны для подрастающего поколения, для молодежи, для мобильной части населения. Почему? Потому что оно более доступно. Действительно, если мы представляем себе автотуризм, автодома, караванеры и иные виды путешествия, они более доступны для населения и, соответственно, могут быть использованы там, где у нас широко проводятся событийные мероприятия, как внутри региона, так и на межрегиональных маршрутах. Для чего более пригоден автотуризм и в каких сферах он развивается, это в том числе экскурсии и посещение достопримечательностей. По свидетельствам многочисленных опросов, автолюбители и любители автомобильных путешествий отмечают, что
именно путешествие на легковых транспортных средствах позволяет своими ногами, как говорится, уже пройтись, осмотреть те достопримечательности, которые можно встретить по пути в разных регионах. Как мы знаем, что в регионах Российской Федерации очень много тех мест, которые хотелось бы посетить непосредственно уже самим, воочию, своими глазами это все увидеть и, так сказать, прочувствовать. Что еще здесь хотелось бы отметить? Автотуристы очень любят и пляжный отдых на самом деле. Он есть у нас представлен в разных регионах России. В первую очередь, естественно, это у нас на юге страны. Есть он еще частично и на Дальнем Востоке, и в других регионах. Третье, соответственно, по активности, это у нас поездки на фестивали, концерты и другие мероприятия, которые выбирает каждый 4-й автолюбитель. Отдельно хочу отметить, что в экстремальном виде отдыха привлекает еще порядка 5-й части тех людей, которые у нас предпочитают путешествовать налегке. Основные преимущества. Первое – это свобода передвижения. Второе – это экономия средств. И третье – это комфорт и удобство. В зависимости от регионов, как я уже отмечал, у нас по южным дальневосточным федеральным округам это отдых на море. А для Центрального федерального округа это отдых, который сочетается еще и с паломничеством, это посещение храмов и соборов. На Северокавказский федеральный округ чаще предпочитают и отдельные гастрономические путешествия. Сибиряки, соответственно, отдых на природе, в кемпинге, поездки, мероприятия и экстремальные места. С другой стороны, что сдерживает автопутешествия? Ну, на самом деле, повторюсь, наверное, за другими выступающими, это состояние и качество, в первую очередь, наверное, автодорог. Для того, чтобы беспрепятственно путешествовать по территории России, которая занимает первое место в мире по своей территории, где действительно есть где путешествовать, есть где смотреть достопримечательности, несомненно, необходимо, чтобы у нас автодороги соответствовали тем требованиям, которые к ним предъявляются, чтобы они были комфортными и, что очень важно, безопасными. Второе. Совместно с Минтрансом, с Росавтодором, с экспертным сообществом, с многими другими заинтересованными экспертными какими-то кругами мы очень серьезно сейчас работаем над концепцией многофункциональных зон, которые должны обеспечить достойный и качественный уровень сервиса на пути путешествия. И я думаю, что этот фактор, он очень важен. Почему? Потому что для путешественников в дороге необходимо останавливаться через определенное нормативно определенное количество километража и, соответственно, остановиться на отдых, возможно, даже здесь же провести ночь и осмотреть те достопримечательности, которые есть в этих местах размещения. На этом пути, соответственно, в МФЗ должны быть доступны точки сервиса, как и для транспорта, так и непосредственно для самих путешественников. Далее, это, соответственно, количество кемпингов и кемп-стоянок. Как вы знаете, в прошлом году и в этом году были направлены средства национального проекта, доведены, точнее, средства по тем решениям, которые были приняты еще в прошлом году. Субсидировали, соответственно, и строительство и кемп-стоянок, кемпингов, автокемпингов. Далее мы это продолжили по программе строительства модульных средств размещения. Я думаю, что такого рода номерной фонд очень хорошо подойдет для автолюбителей, для тех, кто любит путешествовать налегке, размещаться в тех местах, где капитальные средства сооружения, большие крупные гостиницы, отели, возможно, не могут быть построены по техническим причинам. Допустим, это в горной местности или в каких-то других еще местах. Далее хотел бы отметить, что необходимо на пути путешествия также обеспечить качественное, хорошее покрытие мобильной связью, сетью интернет и средствами связи. Почему? Потому что, как мы знаем, сегодняшнее время это век цифровизации, это век повсеместной навигации, которую он обеспечивает, и очень много у нас именно средств связи завязано на мобильной широкополосной сети, которая должна обеспечить соответствующее покрытие. Поэтому, когда мы, соответственно, путешествуем по бескрайним территориям, мне очень важно и необходимо не только для комфорта, но и для безопасности, в первую очередь, для того, чтобы мобильная связь была доступна нашим путешественникам. Что, соответственно, делаем мы в своей части, в части именно туризма? Понятное дело, конечно, что вопросы обеспечения транспорта и доступности относятся более к коллегам, да, с Минтранса, с Росавтодора, с КК «Автодор». С нашей стороны мы прикладываем усилия для того, чтобы создать каркас национальных туристических маршрутов и, соответственно, дополнить теми дополнительными опциями и требованиями, которые необходимы для наших путешественников.
И я думаю, что эта совместная работа, она приведет к определенному качественному результату, который послужит еще большим таким хорошим качественным подспорьем и драйвером для развития автотуризма. И я думаю, что у этого направления большое будущее. Коллеги, спасибо большое за внимание. На этом все. Алимбек Тузимович, но все-таки ответьте нам на вопрос. Какие перспективы развития автотуризма в Приволжском федеральном округе? Я думаю, блестящие. Спасибо большое. Блестящий ответ на не менее блестящий вопрос. Коллеги, мы продолжаем дальше. Спасибо вам, пожалуйста. Спасибо большое нашему Минэко. Это наш главный федеральный орган, который занимается развитием туризма в России. Но у нас есть в России еще и государственные корпорации, которые занимаются корпорацией развития, которые тоже призваны развивать, помогать и во многом, может быть, даже консультировать те или иные направления, в частности, в туризме. И у нас сегодня присутствует исполнительный директор акционерного общества корпорации «Туризм РФ» Сергей Анатольевич Красноперов. Сергей Анатольевич, пожалуйста, к нам. Коллеги, можно аплодировать? У нас такой как бы круглый стол, получается вот такой публичный, полународный. Поэтому, Сергей Анатольевич, под аплодисменты народа слушаем, что вы нам предлагаете для развития автотуризма. Добрый день, Сангаджи Андреевич, Олег Николаевич, Мухмат Исаевич. Добрый день, уважаемые депутаты Государственной Думы и участники круглого стола. Я хотел бы буквально коротко вернуться к предыдущему докладу Дмитрия Ивановича по стратегии развития туризма в Чувашской Республике. Очень хорошо, что такой документ появился, что он создан. Это позволит ответить на многие вопросы. Зачем приходить сюда инвестору, в какие объекты необходимо вкладывать инвестиции, будь то это городские отели, будь то это загородный парк-отели или какие-то санаторно-курортные объекты. Мы тоже видим, как растет турпоток в Чувашскую Республику. За 2 года он вырос почти в 2 раза. Я имею в виду количество уникальных посетителей. Это хороший показатель. Он подтверждает то, что регион на правильном пути по развитию туризма. Теперь буквально коротко про автомобильный туризм. Мы с конца 2022 года, я имею в виду корпорация «Туризм РФ», подключилась к этой работе в соответствии с поручениями правительства и потом президента Российской Федерации. Что мы сделали в целом по региону? При взаимодействии очень плотном с регионом мы получили порядка 80 предложений земельных участков, где можно было бы развивать придорожные сервисы, так называемые, объекты придорожного туризма. Это, как мы все знаем, это мотели. Мы сконцентрировались на этой части, этой комплексной задачи. Вот, проанализировали вместе с бизнесом эти предложения и, к сожалению, под развитие именно мотельной инфраструктуры эти земельные участки в местах притяжения к автомобильным дорогам подходят слабо. Это либо леса, либо это сельскохозяйственные объекты. То есть там есть ограничения по законодательству, есть ограничения по времени, и инвестору сложно сразу зайти на эти площадки и реализовывать какие-то инвестиционные проекты. У государственной корпорации «Автодор», у Росавтодора есть понятные прозрачные механизмы предоставления земельных участков. И по этим процедурам многие инвесторы работают. Поэтому что важно? Первое – это земля, это локации, которые будут устраивать бизнеса, что он там может на этих территориях построить привлекательные объекты для размещения. Второе, с чем мы столкнулись, это наличие обеспечивающей инфраструктуры, которая должна подходить к этим земельным участкам. Понятно, что ее нет, этой инфраструктуры, ее нужно создавать. Вот. И если в рамках строительства дорог федеральных это возможно сделать, то в зонах тяготения к федеральным дорогам такой инфраструктуры, конечно же, нет. То есть это вторая задача, которую нужно найти способ, как ее решить. Потому что положить ее, эту задачу, решение этой задачи на плечи инвесторов, это дорогое удовольствие, и проекты станут непривлекательными и малоэффективными. Третья задача – это предоставление разных
механизмов или одного механизма по льготному кредиту. Как вы знаете, есть на уровне больших отелей 141-е постановление правительства, которое позволяет привлекать инвесторам льготные кредиты на создание отелей. Для отелей придорожного сервиса такой меры поддержки на сегодняшний день не существует. Вот, а строить отели по 120 номеров нецелесообразно. Мы их просто не загрузим и не обеспечим там 50, 60, 65% загрузку. Поэтому нужно уходить в отели от 40 до 50 номеров, и это как раз тот уровень, который востребован и среди инвесторов, и его можно загрузить через туристический поток. Вот. И, наверное, четвертая мера или четвертая задача, на которую нужно обратить внимание, это гарантия инвестиций, которые делает инвестор. В рамках федеральных автомобильных дорог есть определенные законодательные ограничения, когда в случае расширения транспортной инфраструктуры, земель, скажем так по-простому, эти земельные участки могут быть изъяты у инвестора без компенсации ему каких-либо инвестиций, которые он вложил в этот объект. Вот. Так устроено законодательство. Если мы говорим о каких-то там разовых, точечных там решениях, наверное, это можно как-то закрыть на это глаза и сделать, рискнуть. Если же мы говорим о системной мере, то, конечно же, нужно подумать о том, как защитить инвестиции, как и банковские, так и институтов развития, которые готовы участвовать в реализации таких проектов, но инвестиции должны быть защищены. На стратегической сессии по развитию туризма, которую недавно проводил председатель правительства Михаил Владимирович, была озвучена такая цифра, что к 2030 году турпоток, или не турпоток, автомобильный поток туристов должен вырасти на 9,5 миллионов человек. То есть для того, чтобы обеспечить такой рост, как говорят эксперты, необходимо построить больше 200 объектов придорожного сервиса. То есть это масштаб очень грандиозный. Некоторые эксперты говорят, что эта цифра 300-400 объектов придорожного сервиса. Но даже если мы остановимся на цифре 200, она все равно впечатляет. Мы подписали соглашение с инвестором, договорились с ним, что будем развивать сеть объектов придорожного сервиса. Но вот эти ограничения, о которых я сказал выше, не позволяют набрать такую хорошую динамику по развитию таких отелей. Инвестор самостоятельно уже за год открыл 3 объекта, запустил их. Вот, мы понимаем полностью финансовую модель этих проектов, какой должен быть номерной фонд, какой АРАР, какой срок окупаемости, какое должно быть количество номеров и так далее, типовые проекты, планировки и так далее. В этой части у нас вопросов нет. Вот, осталось решить те задачи, о которых я сказал ранее. Готов ответить на вопросы. Спасибо, Сергей Анатольевич. У нас вопросы, я думаю, мы в кулуарах, если что, зададим, из-за того, что у нас такой жесткий тайминг, поэтому я хочу вас поблагодарить. Единственное, вы говорите, эксперты говорят, эксперты считают. Вот для меня лично эксперт вы. Поэтому то, что вы говорите и то, что вы считаете, я считаю как экспертное мнение. Да. На кого ссылаетесь вы? Вопрос. Эксперты, и мы в том числе. Хорошо, вы на меня ссылаетесь, я на вас. Коллеги, продолжаем нашу повестку. Спасибо большое, Сергей Анатольевич. Да. Мы переходим к следующему выступлению. Заместитель руководителя Федерального дорожного агентства Игорь Владимирович Костюченко. Традиционно аплодисментами мы проводим нашего выступающего. Давайте будем вводить традиции здесь, сегодня и сейчас. Пожалуйста. Добрый день. Добрый день, уважаемый Олег Алексеевич, уважаемые депутаты Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации, уважаемые сенаторы, дорогие друзья, уважаемые коллеги. Тема развития автомобильного туризма, несомненно, очень важная и значимая задача. И, во-первых, хотел бы озвучить задачу, которая была поставлена главой государства, это обеспечение доступной комфортной среды. Так вот, решение задач по доступной комфортной среде, один из малых ее элементов, это развитие автомобильного туризма. Ключевые направления.
это повышение качества дорожной инфраструктуры, комплексное обновление существующих маршрутов, обустройство современными элементами безопасности. Но мы должны прекрасно понимать, что автомобильные дороги рознь, имеется в виду с точки зрения ее географического расположения. У нас великая, огромная страна, и если брать центральный черноземный район, Поволжье, это одна ситуация. Если мы уходим за Урал, ну, к примеру, на мою родину, Магаданскую область, там несколько иная ситуация с точки зрения вопросов водоснабжения, водоотведения, канализации и с точки зрения вообще личного состава, который будет работать на указанных объектах дорожного сервиса. Что мы сегодня сделали? Мы перед собой при реализации нашего национального проекта «Безопасные и качественные дороги» поставили задачу обустройства участков дорог по туристическим маршрутам. Вы видите факт реализации поставленной задачи. Главой государства неоднократно ставилась задача и мы сегодня уже об этом говорили, по развитию сети автомобильных дорог. Его реализация – это 5-летний план дорожной деятельности. Подчеркиваю, уважаемые коллеги, это не в рамках только лишь бюджетного процесса трехлетки, это и перспективы. Поэтому в рамках 5-летнего плана мы понимаем, как развиваться, куда развиваться автомобильным дорогам. Мы работаем вместе с субъектами Российской Федерации. И это разгрузка автомобильных дорог по туристическим направлениям, строительство обходов городов. Владимир Владимирович поставил задачу по обеспечению развития соответствующей инфраструктуры и объектов дорожного сервиса в районах прохождения автомобильных дорог. Именно строительство которых предусмотрено 5-летним планом, то, о чем я только что доложил. Мы сегодня говорили о многофункциональных зонах на автомобильных дорогах федерального значения. Вот прекрасно видите статистику, то, что мы на сегодняшний день сделали. Кроме того, в рамках реализации дорожной деятельности мы подписали с субъектами Российской Федерации 88 меморандумов, то есть с каждым субъектом, о развитии автомобильных дорог регионального межмуниципального значения на территории субъекта Российской Федерации. Сегодня, обсуждая аспект развития автодорожного туризма, мы предложили руководству подготовить дополнение, и наша идея была поддержана, о развитии инфраструктуры дорожного сервиса, не многофункциональных зон, а вообще инфраструктуры дорожного сервиса вдоль автомобильных дорог. И мы соответствующие предложения внесем в субъекты Российской Федерации. В рамках ежегодной актуализации наших меморандумов мы в первом квартале следующего года этот блок инкорпорируем в наши меморандумы и будем их реализовывать. Почему? Здесь не задача исключительно дорожника, не задача коллег, которые занимаются развитием туризма. Это задача социально-экономического развития субъекта, каждого конкретного и всех субъектов Российской Федерации. Поэтому это вопрос и льготирования, предоставления земельных участков. Это вопрос и выбора водоснабжения, как я уже докладывал, водоотведения, канализации, людей, которые будут работать на этих объектах дорожного сервиса, дабы формировать доступную, комфортную среду, и в том числе для пользователей автомобильных дорог. Форматы. Мы сегодня структурируем эту работу я уже упоминал о великой нашей стране, ее масштабах, поэтому где-то можно формировать базовый МФЗ, где-то его расширенная конфигурация или минимизация услуг, которые должны оказываться на указанных точках. Что касается, забыл основное, что касается Приволжского федерального округа. В целом по стране 64 тысячи километров федеральных автомобильных дорог, в том числе с учетом госкомпании, 11 тысяч объектов дорожного сервиса, Приволжский федеральный округ 11,2 тысячи километров федеральных автомобильных дорог, 2908 объектов дорожного сервиса. Чувашская республика 308 километров федеральных автомобильных дорог, 111 объектов дорожного сервиса. Но, подчеркиваю, уважаемые коллеги, решать задачу развития туризма не только это федеральные автомобильные дороги, это, наверное, в
первую очередь автомобильные дороги субъектов Российской Федерации и местные автомобильные дороги. Поэтому я обратил ваше внимание о той работе, которую мы проводим в части, касающейся меморандума. Нашей совместной работе по социально-экономическому развитию нашей великой страны и каждого субъекта в частности. Доклад окончен. Благодарю за внимание. Спасибо большое, Игорь Владимирович. Вы знаете, я с вами согласен, но дело в том, что туризм так или иначе курирует около 13 разных ФАИВов Российской Федерации. И каждый из этих ФАИВов имеет свое представление о развитии туризма, и каждый видит ее со своей стороны. Вот вы, в частности, сейчас нам рассказали о своем видении туризма. Но вы знаете, как в муравейнике, только 9% муравьев толкают ветку в нужном направлении, все остальные раскачивают, поэтому я предлагаю войти в эти 9%, которые будут толкать вместе с нами в нужном направлении. Согласен полностью, именно поэтому мы говорим о меморандумах и совместной деятельности. И благодарю вас за возможность участия. Спасибо. Спасибо большое. Коллеги, я не могу не предоставить слово одному из коллег нашего комитета, тем более он представляет Татарстан, а Татарстан в Республике Чувашия любят по-особенному. Республика Татарстан, Артем Вячеславович Прокофьев, депутат Государственной Думы. Добрый день, дорогие друзья. Поволжье – это 15 регионов, это даже без Камского бассейна, который органично связан с Поволжьем. Население Поволжья свыше 23 миллионов человек, валовый региональный продукт свыше 15 триллионов рублей. Турпоток за прошлый год у нас превысил 15 миллионов человек. По 2023 году я, конечно, могу сказать, что это будет большая цифра. Однако сегодня я хотел обратить внимание на важность соединения потенциала этих регионов. Это дает синергетический эффект, когда 1+1 больше, чем 2. В туризме это наглядно работает. Конечно, объединить все Поволжье одним проектом сложно. Тем не менее, мы видим уже примеры кооперации. Туристический проект «Великий Волжский путь» уже связывает регионы. 500 километров пути и 3 проезда по федеральным и региональным трассам объединяют 3 региона. Республика Татарстан, Чувашия, Мариэл. Это мультимодальные перевозки, включающие в зависимости от сезона речные и автомобильные перевозки. Это действительно действующий пример кооперации Поволжья в сфере туризма. Проект национально-туристического маршрута утвержден Минэкономразвития с 3 регионами. Об этом сегодня представитель Минэкономразвития Алимбек Туземович сказал. Но я напомню, что на форуме в Санкт-Петербурге соглашение подписали 5 регионов. Это также Ульяновская и Самарская области. А интерес со стороны регионов Поволжья еще шире. Поэтому мы убеждены, что туристическая связка регионов Поволжья будет расширяться. Мы это видим уже на примере Казани. У нас растет продолжительность пребывания туристов в городе, а когда это уже несколько дней, то помимо Казани и Татарстана туристический поток делится на Чебоксары и Йошкар-Олу. Подобные связи развиваются и в других центрах притяжения Поволжья. Этому помогает и развитие инфраструктуры. Проект М12 не только важный транспортный инфраструктурный проект, но и важная составляющая для развития туризма. Это новый шаг. Здесь важна со стороны регионов подготовка объектов показа. У нас уже весьма большой перечень, начиная от Кайбицкого музея землепашеского, Камского устья, где слияние происходит рек Волги и Камы, место, которое невозможно забыть. Иннополис, самый молодой российский город, Кремниевая долина Поволжья, остров Град-Свияжск, объект ЮНЕСКО, уникальный остров, город-музей, Тетюши, купеческий город, Лаишево, родина Державина, Симрук, пляж Камское море, и там, где корпорация «Туризм РФ» как раз развивает новейший в нашей стране проект речной марины, Елабуга, один из древнейших городов Татарстана, КАМАЗ, набережные Челны, крупнейший автомобильный завод крупного транспорта в нашей стране с уникальными объектами показа для туристов. Это только малая часть точек притяжения на пути трассы М12 в Татарстане. Я убежден, что наши соседи тоже имеют хороший набор точек притяжения рядом с этой новой трассой. Для нас важно понимать, что помимо объектов показа важно обеспечить сопроводительную инфраструктуру на трассах, как М12. В Татарстане мы можем ответить
что мы уже создали, и у нас есть кемпинги на западе, в центре и на востоке. Вот я бы отметил автокемпинг на Васиново, который охватывает трассы М7, М12 с полной инфраструктурой и даже модульными средствами размещения. Кемпинг Елабуга с бесплатным посещением музеев для остановившихся. Бесплатный автокемпинг в Бавлах на востоке. Здесь можно привести примеры и те, которые развивают предприниматели. Например, Ирбис, который имеет более 70 точек комплексных услуг для автомобилистов, где заправка совмещается с пунктами питания, отдыха и других видов обслуживания для автопутешественников. Автопутешественники отмечают особенность этого вида туризма автомобильного. Большая свобода, которую дарит автомобиль в выборе пути и точек назначения. Развивая инфраструктуру, мы расширяем ареалы этой свободы. Убежден, что у Поволжья в этом смысле большой потенциал. Волга была главной дорогой нашей страны столетиями. Созданная сегодня транспортная инфраструктура и возможности мультимодальных путешествий по реке и по автотрассам для туристов Поволжья сохранят этот титул и в будущем. Спасибо. Спасибо большое, Артем Вячеславович. Уважаемые коллеги, у нас к нам в гости зашел Михаил Альбертович Мурашко. Михаил Альбертович, здравствуйте. Давайте поприветствуем аплодисментами. Я думаю, что он зашел к нам поприветствовать своих коллег из Чувашии. У нас тут комитет по туризму проходит, круглый стол. Вот. Поэтому вам непосредственно предоставляем слово для того, чтобы вы поприветствовали нас всех. Добрый день, дорогие друзья. Ну, во-первых, хочу сказать, что в повестку поддержки туризма в Чувашии я бывал неоднократно, но я сейчас с коллегами поделился со своими. Один раз я там был тихо, инкогнито, без, так сказать, официального визита, с семьей приехали, чтобы провести несколько дней, насладиться городом, насладиться регионом, и получили абсолютно такие позитивные эмоции. Почему инкогнито? Потому что, ну вот, хотелось вот почувствовать без, что называется, какой-то повестки с медицинской или какой-то официальной, почувствовать сам город. И для меня это действительно было важно. И я считаю, что регион развивается очень достойно. Архитектура города сам по себе, а внешний вид, это, конечно же, заслуживает отдельного внимания и уважения. Спасибо большое губернатору, мэру. Мне нравится. А второе, мы воспринимаем Чувашию не только как одну из таких опорных медицинских, наверное, структур в Российской Федерации. Вы посмотрите, сколько достойных людей вышли в руководство страны в области здравоохранения именно из Чувашии. И руководят другими регионами здравоохранением, руководят Росздравнадзором, вот, руководят, соответственно, клиниками большими, руководили департаментами здравоохранения. Чувствуется, что в этом регионе есть та мощь, сила и интеллект, который позволяет внедрять это все на всех субъектах Российской Федерации. Спасибо вам большое. Спасибо за поддержку развития отрасли, первичного звена здравоохранения, за изменение темпов и увеличение ожидаемой продолжительности жизни. Благодарю вас, но у нас там Конгресс национальное здравоохранение, поэтому должен пойти туда следующая пленарная сессия. Спасибо вам. Спасибо большое, Михаил Альбертович. Ничего случайно не бывает, видите, так было суждено. Давайте под аплодисменты проводим Михаила Альбертовича. Пожелаем хорошего рабочего дня. Коллеги, мы продолжаем нашу повестку. Я вас возвращаю из здравоохранения в автотуризм, что тоже, я считаю, не менее важно для развития регионов. Тем более, что у нас сейчас слово предоставляется руководителю проектного офиса «Про город». Это вот те эксперты, на которых все ссылаются, по-моему, периодически. Ксения Александровна Титова, пожалуйста, вам слово. Добрый день, коллеги. Синганджи Андреевич, Олег Алексеевич, спасибо большое за приглашение, за возможность сегодня рассказать о той большой работе, которую мы делаем и которая нам еще предстоит в следующем году с Республикой Чувашия. Вот Дмитрий Иванович ранее уже рассказал про проект «Большая Волга», проект туристической макротерритории, самый крупный по составу субъектов федерации, целых 13 приволжских регионов входят в эту схему. Мы будем ее разрабатывать в следующем, 2024 году.
Это туристическая макротерритория, разработка которой ведется в рамках госпрограммы развития туризма и национального проекта «Туризм, индустрия, гостеприимство». Мы эту работу начинали с Ростуризмом, сейчас ведем с коллегами из Минэкономразвития России. С конца 2021 года у нас уже в работе 6 макротерриториальных проектов и одна большая схема развития туризма в Российской Федерации, в рамках которой мы поработали со всеми субъектами этой страны, в том числе с Чувашской республикой. И какие-то первые выводы, первое приближение, понимание потенциала туризма в регионе у нас уже есть, и мы будем его детализировать, уточнять в рамках работы, которая нам предстоит в следующем году. Естественно, мы знаем и хорошо погружены в проект Великого Волжского пути, который станет, наверное, такой опорной историей в части развития круизного туризма в рамках схемы «Большая Волга». Ну и, конечно, автотуризм – это наш новый тренд, который уже в течение года, мне кажется, все проекты пространственного развития, проекты развития туризма пронизывает. В рамках нашей схемы развития туризма всей страны у нас были интересные данные на этот счет. Уже сегодня более половины всех туристических поездок на расстояние до 500 километров совершаются на автомобиле, а если точно 52%. И это понятно, у нас в целом туризм сегодня в стране локален, то есть люди путешествуют на более короткие расстояния, поскольку стоимость логистики формирует порядка 50% стоимости туристической поездки. И логично, что путешественники стараются минимизировать свои затраты на перемещение, тем самым путешествуя на автомобиле, потому что поездка на автомобиле, она, как правило, процентов на 30-40 дешевле для семьи с детьми. А семейный туризм у нас также сегодня активно развивается. Поэтому акцент на развитие инфраструктуры для автомобильного туризма, на развитие инфраструктуры на поездок на более дальние расстояния, потому что на автомобиле путешествуют, наверное, до 500 километров в основном в европейской части России, наиболее транспортно связанной, где все-таки расстояние мы воспринимаем несколько более компактно. Но если мы пойдем за Урал, то там расстояния немножко иные, и там поездки на 750-800 километров на выходные куда-то к родственникам, или, например, из Хабаровска во Владивосток искупаться, пляжный отдых – это абсолютно нормальная практика. Поэтому на путешествие на расстояние до 2-2,5 тысяч километров сегодня тоже активно используется автомобильный транспорт, порядка 28%. Относительно инфраструктуры для автотуризма и придорожный сервис, мы также прорабатываем этот вопрос в рамках наших туристических схем макротерриторий, с которыми мы сейчас активно занимаемся. Например, сейчас у нас в работе схемы, которые охватывают в первую очередь южный и центральный северо-западный федеральные округа. Опять-таки очень транспортно связанная территория. То есть здесь путешествие не будет, скорее всего, длительно продолжаться, без остановок, без возможности заехать в небольшие города. Поэтому два таких важных момента, которые хочу отметить. Относительно МФЗ, многофункциональных сервисных зон, очень важный тренд, который мы также отражаем в своей работе, но тут важно отслеживать, чтобы они не выступали таким магнитом, который будет оттягивать потенциальных путешественников, которые готовы остановиться в городах, в небольших городах, в центральной части России, которые могли бы туда заехать, могли бы жить в номерном фонде в городе, посещать его аттракции, а не останавливаться где-то вдоль трассы, даже если рядом, допустим, есть национальный парк. Это первый момент. И второй момент относительно терминологии. Тоже у нас такая важная, большая история, большой профессиональный спор относительно того, что же такое в целом автотуризм. Это все-таки способ передвижения или это именно цель, путь на автомобиле, цель. Вот исходя из этого мы стараемся адекватно оценивать объемы туристических поездок сегодня и учитываем потенциал развития автомобильного туризма в нашей работе. Спасибо большое, коллеги. Да, спасибо большое, Ксения Александровна. У нас сейчас будет заключительное выступление. Мы не просто так поставили этого человека закрывать наши мероприятия с точки зрения повестки. У нас еще будет потом два выступления наших коллег. Но, тем не менее, уважаемые коллеги, я хочу предоставить слово эксперту Национального союза профессионалов индустрии кемпингов и автотуризма, члену экспертного совета комитета Государственного по туризму и развитию туристической инфраструктуры Андрею Вячеславовичу Артюхову. Андрей Вячеславович,
Добрый день, друзья, Я вас так коллеги. представил, что вы сейчас должны будете просто разложить все по пальцам, что такое автотуризм, как его развивать. Ну, но только у вас есть на это да, минут вот, 7. Да, минут 7-10. Поэтому кратко и по делу. Спасибо большое за приглашение, за уделенное внимание именно нашему направлению автомобильному туризму. Буду говорить как эксперт и как автотурист, потребитель с многолетним стажем. Итак, наше предложение... Сразу начнем с потенциала туристического. Обычная диаграмма, которую сделала, спасибо Автостату, 45,5 миллионов легковых автомобилей. И здесь очень ярко и наглядно видно, что большая часть владельцев автомобилей сконцентрирована как раз вокруг Приволжского федерального округа. Это центральная Россия, большое количество автомобилей, соответственно, владельцев и на территории Приволжского федерального округа. И этот потенциал, это те люди, которые готовы путешествовать. Уже много цифр было названо, да, более 50% ежегодно путешествуют по России на автомобиле. И основные потоки туристические в Приволжском федеральном округе мы проанализировали, получились очень интересные цифры. Если мы берем внутренний туристический поток, поездки между регионами в границах Приволжского федерального округа, то 70% населения едут отдыхать на природе, потому что они свой регион, в принципе, знают. И, соответственно, это их основной вид отдыха, это на природе. 30% это культурно-познавательный туризм и гастрономический туризм. Но также жители Приволжского федерального округа очень любят приглашать к себе в гости, особенно автотуристы и наши друзья-караванеры. Если мы приезжаем в ПФО, для нас первое дело это культурно-познавательный туризм и гастрономический туризм. Активный отдых на природе пока занимает у нас 30%, но хотя мы знаем, оцениваем природу и Чувашии, и Мариэл, и всех других республик Приволжского федерального округа, и понимаем, что здесь природа еще пока не тронута, в отличие от Карелии, а ехать примерно столько же. Поэтому достаточно интересно. Я думаю, что тренд отдыха на природе жителей Центрального федерального округа – это ближайшее направление развития. Что касается именно автотуристических маршрутов, то здесь уже есть небольшая история. В 2013 году, кто-то помнит из присутствующих в зале, был проведен первый автопробег «Великая Волга». И тогда он как бы дал старт разработке специализированных маршрутов для автотуристов в Приволжском федеральном округе. Наш клуб «Лига караванеров» в 2014 году по результатам этого пробега сделал первые пробные маршруты, привязав, соответственно, все достопримечательности к имеющейся инфраструктуре. И до пандемии за 4 года нам удалось не только наш внутренний туризм автомобильно развивать, но мы смогли даже презентовать эти маршруты на международных площадках Международной федерации кемпингов и караванинга. И более 500 караванеров из стран Европы проехали по этому маршруту, соответственно, узнали туристический потенциал региона. В 2020-2021 году мы возобновили работу над этими маршрутами. Соответственно, есть сейчас наработки. Лидер у нас пока Татарстан является. Уже было 2 редакции подобных маршрутов. Есть наметки, как работать дальше с другими регионами, соответственно. И параллельно мы сейчас проводим большое количество фестивалей. На территории ПФО он, пожалуй, лидер по фестивалю автотуризма и караванингу. Они у нас проходят практически во всех регионах. В Ульяновской, Самарской области, в Татарстане. Планируется провести в Мариэл в следующем году. И дальше я расскажу о том, что, здесь уже много говорили спикеры, о том, что автомобильный туризм, он действительно развивает территорию полностью и сразу комплексно. Автотуристы сейчас интересуют все, и малоисторические города и сельские поселения, центры ремесел и народно-художественных промыслов, культурно-этнографические центры, кулинарные, гастрономические предпочтения, ну и, соответственно, отдых на природе, национальные парки и другие природные территории. Сдерживающие факторы развития автомобильного туризма, здесь уже много об этом говорили. Самое главное, и мы это прекрасно понимаем, это нехватка мест размещения в высокий летний сезон. И здесь одно решение этой проблемы, которое закрывает сразу большой спектр существующих других проблем, это создание сети комфортных кемпингов как центров семейного отдыха на природе. Это, во-первых, даст комфортное и доступное, в первую очередь, доступные места размещения в летний сезон и снизит очень сильно антропогенную нагрузку на природу. Мы прекрасно знаем, что у нас сейчас количество диких туристов очень велико, и 50% из них дикие только не по убеждению, а 50% дикие по отсутствию других вариантов размещения. Поэтому, создав такую сеть, мы дадим комфортный отдых на природе для всех остальных. Соответственно, много говорили про придорожную инфраструктуру. Спасибо за то, что модернизация есть. И дальше
Еще, что интересно сейчас современному автотуристу, это туристический продукт и туристические маршруты. Соответственно, для обеспечения всех этих вопросов необходимо также напомнить об дефиците кадров и компетенции у бизнеса. Соответственно, еще раз повторюсь про роль развития автомобильного туризма для регионов. Еще раз скажу, что автотуризм раскрывает полностью потенциал регионов, привлекает дополнительный туристический поток, и он велик, я уже об этом говорил. Дает устойчивое развитие территорий. Еще раз напомню, что кемпинг позволяет действительно снизить антропогенную нагрузку на природу и распределить ее равномерно. Развивает сопутствующие направления, другие направления туризма, сопутствующие бизнесы. Ну и в итоге дает дополнительные экономические приросты для развития территорий. Наше предложение по сотрудничеству. У нас за 3 года сформировалось устойчивое профессиональное сообщество. Это Национальный союз профессионалов кемпингов и автотуризма, информационный портал, наш информационный хаб, портал Арвиленд и автономная некоммерческая организация содействия индустрии кемпингового туризма. «Оно твой кемпинг». Соответственно, мы готовы предложить регионам Поволжья. Много сейчас говорят о том, что это пилотный проект. Все ждут концепцию развития автомобильного туризма. Я предлагаю с нашей помощью не ждать, а уже приступить к действиям. Этот пилотный проект начать реализовывать уже в следующем году. Много сказала интересного Ксения. Соответственно, здесь можно объединить усилия совместно с Минэкономразвития, с корпорацией «Прогород» и нашим профессиональным сообществом. Мы уже готовы приступить к проработке этих территорий. Наши консалтинговые услуги всегда доступны. Мы готовы разрабатывать комплексные программы по созданию инфраструктуры для автотуристов. Есть опыт работы. Более 10 лет мы работаем со многими регионами. Наши профессиональные маркетинговые услуги по анализу туристических потоков, их запросов. Мы готовы работать, есть у нас уже опыт работы подготовки инвестиционных паспортов для земельных участков под развитие кемпингов, кемпинговых стоянок и объектов придорожного сервиса именно с запросами существующими автомобильных туристов. Работа с региональным бизнесом, разработка маршрутов и формирование туристических продуктов. Есть уже опыт работы с Псковской областью, с Архангельской областью в этом направлении. Подготовка кадров и линейного персонала. У нас разработана система, две системы подготовки персонала. Первое – это современный кемпинг, проектирование, строительство, управление. И второе – как раз по работе над маршрутами и туристическими продуктами для автотуристов. Соответственно, организация проведения фестивалей, профильных мероприятий. Этим мы уже профессионально занимаемся 7 лет, и многие регионы о нас знают и масштабности наших мероприятий. Соответственно, финальная точка, это все-таки действительно соглашений много, но вот по межрегиональному проекту для автотуристов «Волжские каникулы» мы придумали такое рабочее название, создать такое соглашение, проработать его между регионами. Я считаю, пришло время. То есть 2024 год, он ключевой, и с учетом того, что корпорация «Прогород» будет вести эту работу, я думаю, самое время пришло начать эту работу. Команда складывается очень хорошая, желание у многих регионов есть. Я уже предварительно общался со многими представителями, и только межрегиональное соглашение, межрегиональные маршруты могут помочь развивать и давать дополнительные туристические потоки. Что мы предлагаем, наше предложение, кратко сейчас по ним пройдусь. Это совместное сотрудничество, совместная работа в развитии инфраструктуры для автотуризма. И здесь я хотел бы обратить внимание, что сейчас идет большое направление работы с круизным туризмом и с яхтенным туризмом. Вот здесь инфраструктурно они очень сильно совпадают. То есть сделать кемпинги в составе яхт-клубов – это достаточно просто, и здесь мы будем получать два потока. Поток с воды и поток с колес, как мы говорим. Автотуристы и люди, которые занимаются водным туризмом. Также большое количество, Волга – это водная артерия, большое количество подобных баз отдыха, которые находятся, они могут стать современными кемпингами, расширить, соответственно, свой номерной фонд и дать больше дополнительных услуг для посетителей. Подготовка совместные инвестиционные проекты. Здесь также мы готовы входить в крупные проекты со своими компетенциями. Формирование совместных туристических продуктов, в которые мы будем включать не только культурные и исторические центры, но, как я уже говорил, комплексные туристические продукты с этнотуризмом, с гастрономическим туризмом, с Центром народно-художественных промыслов. И, соответственно,
что касается малых исторических городов и сельских поселений. Их большое количество в этом федеральном округе. И здесь необходима комплексная программа как раз для развития подобных городов. Они очень интересны автотуристам. И здесь в разном подготовить комплексную программу по развитию и парковочного пространства, и малых городских кемпингов, которые дадут при минимальных вложениях до 100 мест размещения. В принципе, это свободно. У нас большое количество таких уже примеров в Центральной России, где малые города России имеют городские кемпинги и дают хороший туристический поток и размещение людей. Формирование системы программы поддержки для бизнеса и для создания доступных средств размещения для любителей активного отдыха на природе, и создание единой цифровой интернет-площадки и мобильного приложения. И, соответственно, въездной туризм, об этом тоже нельзя забывать. У нас есть большой интерес для путешествий по России от автотуристов-караванеров Китая и Турции. Это открытые рынки с большим туристическим потенциалом. Мы знаем, как с ними работать, и призываем к сотрудничеству все регионы Приволжского федерального округа. Спасибо за внимание. Спасибо большое, Андрей Вячеславович. Во-первых, спасибо за тот темп речи, который вы выбрали. Я думаю, что он был понятен и максимально оптимален для этого. А во-вторых, мы тут с Олегом Алексеевичем разговаривали. Я думаю, что вам предстоит в ближайшем будущем поездка в Чебоксары. Через Аллу Леонидовну договоритесь. И уже вот все, что вы сегодня здесь презентовали, в более таком степенном, понятном формате, я думаю, можно будет обсудить. Коллеги, на этом наша повестка именно по вопросам исчерпана, но у нас сегодня присутствует в зале еще один человек, который представляет Республику Чувашия в Совете Федерации. Я хочу предоставить слово Николаю Васильевичу Федорову. И после Николая Васильевича заключительное слово будет предоставлено Анатолию Геннадьевичу Аксакову, человеку, который представляет интересы Чувашской Республики в Госдуме. Николай Васильевич, вам слово. Спасибо большое. Наверняка почти всех нас нет-нет да посещает потребность, пусть ненадолго, но отдохнуть от неволи душных городов и вернуться в свою колыбель, на землю родную, наверняка, чтобы встречать утро вместе с первыми петухами, чтобы, мне кажется, прополоть грядки, поколоть дрова, пособирать ягодки где-то в сельской местности. И в данном контексте всем хочется, или почти всем, наслаждаться тишиной. Ну и, конечно, мало об этом сказано, но какие-то намеки были в выступлениях наших коллег, вкусной и полезной деревенской едой. И, может быть, даже из русской печи. Я говорю об этом, потому что, Олег Алексеевич, уважаемый, мы представляем с вами аграрно-индустриальную республику, где, в отличие от многих других субъектов Российской Федерации, неплохо развита сельская инфраструктура. Я имею в виду газификация, дороги, интернет. Мы в числе лидеров в Российской Федерации. Эта тема звучала в выступлениях предыдущих спикеров. Поэтому, на мой взгляд, автотуризм останется, не сиротой, но недостаточно оплодотворенной автотуризм концепцией, если не наполнить автотуризм агротуризмом. Это особенно важно для Чувашии, для занятости, для привлекательности и для перспектив развития Чувашской Республики, как я ее вижу, мою родину. Хочу обратить внимание, что по оценке Всемирной туристской организации ООН, из 700 миллионов человек, ежегодно совершающих путешествия, до 30% выбирают сельский туризм, обеспечивая около четверти дохода глобальной туриндустрии. И целевая аудитория такого нового туризма – житель мегаполиса, просвещенный и обеспеченный, вне зависимости от того, кстати, какой модели автомобиль у него, от Майбаха до Калины, Лады Калины или какой-то другой модели. И все больше людей во всем мире задумываются о здоровом образе жизни и правильном питании.
Могу обратить внимание, хотя здесь аудитория в основном весьма просвещенная, что в Европе агротуризм уже более полувека приносит владельцам гостевых домов очень хороший доход. Число ферм с мини-отелями в разных странах насчитывает десятки тысяч. А в одной только Великобритании, сейчас не очень модно упоминать эту страну, перевалило за 100 тысяч. И это приносит очень большую занятость и большие доходы вот этим самым товарищам. Мы же в России пока делаем очень слабые, первые и порой неуверенные шаги. И одной из насущных проблем, здесь уже об этом говорили, является транспортная доступность. Туроператоры жалуются в сетях, особенно это заметно. Есть замечательные гостевые дома, но к ним на машине не подъедешь, только на телеге. И то не всегда, не круглогодично. Это, значит, об этом тоже говорили, хочу поддержать. Требуется государственная политика, системная и комплексная, какая разрабатывается или разработана уже в моей родной Чувашии. Конечно, есть экстремалы, которые любят забираться в глушь без всяких признаков цивилизации, но таких очень немного, можно сказать, единицы. Поэтому нужны добротные благоустроенные дома с удобствами, с интернетом и так далее, социальная инфраструктура. И действительно, Олег Алексеевич, уважаемые коллеги, знающие Чувашии, могут подтвердить, я здесь уже даже несколько повторяюсь, конкурентна Чувашия по этим предложениям. Хочу обратить внимание, что по республике разбросаны очень разные этнические населенные пункты, чувашские, татарские, мордовские, русские деревни. Каждая по-своему привлекательна и интересна. Везде свой быт, свои яркие культурные особенности. Плюс к этому красоты природы, волжские пейзажи, уникальная кухня, драгоценное зеленое золото, о чем говорил глава республики. Кстати, о чувашском хмеле. В Ипатьевском списке повести временных лет сохранился рассказ о том, как великий киевский князь Владимир заключал с Волжской Булгарией мирный договор. До тех пор, цитирую, «Егда камень начнет плавать, а хмель хрязнуть». То есть по-русски современно это звучит так. Когда камень начнет плавать, а хмель тонуть, то есть навеки вечные был заключен этот договор. По преданию, это образное выражение употребил правитель Волжской Булгарии, что говорит и о том, насколько заметную роль играл хмель в жизни предков. Между прочим, открою небольшой секрет, не секрет, но сюжет, как личное свидетельство. Президенты России Ельцин, Путин, Медведев и многие другие высокопоставленные гости республики всегда с большим удовольствием дегустировали наш национальный напиток, чувашское пиво, особым образом приготовленное по очень древнему рецепту и к тому же безалкогольное. Такое нигде больше не варят, только в Чувашии. И по достоинству оценили богатый и насыщенный вкус напитка. А Борис Николаевич и Владимир Владимирович к тому же стали обладателями удивительно вкусно освежающих помещения, ароматных подушечек, плотно наполненных светло-зелеными шишечками хмеля. Кстати, Олег Алексеевич, по их просьбам я каждый год в сентябре, когда завершается уборка хмеля, посылал им эти подушечки, чтобы они спали спокойно и хорошие сны снились нашим президентам. Стоит на это обратить внимание. Но бывает, что и в большой бочке чувашского меда иногда встречается ложка дегтя. Ну, например, на одном из сайтов прочитал рассказ. В гостевой дом к хозяевам приезжали друзья и знакомые отдохнуть, порыбачить, поесть свежих деревенских продуктов. Узнав об этом об этих прелестях из интернета, вдруг нагрянули гости из другого региона. Не просто так, предложили за хорошие деньги организовать им отдых. И получили очень холодный прием. Потому что, мол, хлопотно это. При этом автор публикации делает вывод, что агротуризм не очень перспективный. Хотелось бы все-таки в ответ возразить на это. Индустрии туризма нужно учиться и еще раз учиться. Понятно, почему так некоторые хозяева, как описано выше, рассуждают. Приехали к тебе гости, развлекаются, тратят деньги направо и налево, а ты им готовь, убирай, ублажай. Но ведь их отдых – это наша работа, это наш бизнес. Один турист, как известно, создает 5 рабочих мест, и это крайне важно. И не нужно нам изобретать велосипед, кроме разнообразной мировой практики. У нас есть и бесценный опыт, давайте не забывать, дорогие мои земляки,
легендарный Аркадий Павлович Айдак. Мне посчастливилось долгие годы дружить с ним, и даже в бытность министром сельского хозяйства удалось наградить его в честь 75-летия и вручить выдающемуся сыну чувашского народа высшую награду Минсельхоза России – золотую медаль за вклад в развитие агропромышленного комплекса России. И в драгоценном наследии Аркадия Павловича, помимо известных сельскохозяйственных и экологических достижений, особое место занимает успешно воплощенная в жизнь концепция агротуризма с этническим колоритом. Айдак создал не имевший в Советском Союзе аналогов музей натурального хозяйства чувашского крестьянина. Его экспозиция вызывала у гостей интерес к обычной повседневной жизни наших прадедов. Они ели и пили, какую надежду они носили, как работали, как отдыхали. Такое гармоничное сочетание хлеба насущного и пищи духовной как раз и рождает уникальную, неповторимую атмосферу сельской жизни. Ибо, помните, как говорил мудрый Цицерон, совершенно справедливо, сельскую жизнь, которую считал самой честной и самой счастливой, что и всем рекомендую. Спасибо. Спасибо большое. Анатолий Геннадьевич, пожалуйста, вам в качестве заключительного слова. Вы сегодня слышали всех спикеров, вы сегодня погружались в тему, но в то же время вы у нас отвечаете за финансирование всего этого, поэтому ваше мнение будет, наверное, одним из важных. Насколько наши мечты и наши цели осуществимы с вашей точки зрения? У меня с детства родители учили: меньше говори, больше делай. Я родился в Башкирии, и, соответственно, часто там бываю, поскольку там мои предки похоронены, и для меня это родная земля. Я вырос в Крыму, в раннем детстве моя семья переехала в Крым, и поэтому Крым для меня тоже родной, там похоронены мои родные, родители, и я там бываю часто, много раз в год. Естественно, Крым для меня очень близок. Это тоже такое туристическое место. Я жил в Киеве и учился в Киевском красивом Красном университете. Бывал на Крещатике, естественно, в Лавре. И это тоже такое знаковое туристическое место для нас, славян. Сейчас я в Москве, в Чувашии. И вот все эти места нашей России, а Киев тоже вернется в нашу Россию, уверен, они очень разные, и важно эту разность в туристической повестке обязательно выделять. Чувашия – это Волжская Булгария. Сейчас наши братья-татары где-то попытались украсть эту идею, освоить ее, а на самом деле чуваши – потомки Волжской Булгарии, и, очевидно, изюминкой, исторической изюминкой, культурной изюминкой, нашей такой глубинной изюминкой должна стать тема Волжской Булгарии. Аттила из Чебоксар пошел в Европу и взял ее в свои объятия. Поэтому надо вернуться к теме Аттилы, и он должен у нас обязательно быть в туристических документах для того, чтобы те, кто приезжает в Чувашию, вернее, они бы специально будут приезжать в Чувашию, в Чебоксары, для того, чтобы посмотреть на место, где родился великий завоеватель, ну и таким образом оставят деньги у нас в республике. Вот, на мой взгляд, этого не хватало сегодня в дискуссии. У каждого региона есть своя изюминка, куда автомобилисты с удовольствием устремят свои желания для того, чтобы посмотреть эту изюминку, почувствовать ее. Ну а в целом такая очень хорошая дискуссия. Я с удовольствием послушал, в конце было выступление автолюбителя, того человека, который организовывает кемпинги, готов свой депутатский потенциал тоже устремить вашу поддержку вместе с Ангаджи, готовы вместе с Аллой Леонидовной. Давайте объединим усилия для того, чтобы Россия такая многообразная, красивая, с глубокой историей, традицией, с культурой стала притягательным местом, тягущей
наших людей, не только наших, а со всего мира. И таким образом люди бы знакомились с нашей историей, становились друзьями нашими, ну и оставляли свои деньги для того, чтобы регионы, Россия развивались. Дороги, гостиницы, все остальное построим. Да. Но и банковская система обязательно этому будет помогать. Хотел сказать, успехов. Микрофон выключился, да. Спасибо, Анатолий Геннадьевич. Спасибо, что вы нас с Мухаммадом Исаевичем, я имею в виду калмыка и чеченцев, вмешали в чувашско-татарский конфликт. Мы, честно говоря, против конфликтов, мы за дружбу народов, поэтому, коллеги, я еще раз хочу поблагодарить всех, кто сегодня присутствовал на круглом столе, поаплодировать отдельно Дню Чувашской Республики. И, безусловно, я не могу закончить наш круглый стол без того, чтобы предоставить заключительное слово, итоговое вам. Олег Алексеевич, можете сказать всем спасибо, до свидания, расходимся. Этого достаточно будет. Хорошо. Дорогие друзья, спасибо большое, но не расходимся. Сейчас у нас с вами будет замечательный челлендж, очень патриотический, очень важный, а самое главное, развивающий туризм, в том числе автотуризм. Я очень много записал, тетрадку, с вашего разрешения, с собой заберу. А уважаемого, я не знаю, как товарищ, господин к вам обратится, да, Андрея Вячеславовича Артюхова, мы приглашаем в Чувашию. Мы обязательно с вами очень подробно поговорим и с удовольствием воспользуемся всеми вашими наработками. Мне они очень понравились. Да и вообще, мы со всеми коллегами на самом деле плотно работаем. Об этом сегодня много было сказано. И очень было приятно услышать оценки. К сожалению, критику не услышал. Критика тоже важна для того, чтобы стимул получить, хорошо работать. Но я думаю, в кулуарах сейчас это все будет высказано. Я думаю, что просто при таком большом народе постеснялись говорить. Только вперед и вместе. Да, и вправду, как отметил Олег Алексеевич, прямо сейчас будет замечательная акция, традиция новая. Дорогие друзья, мы всем вместе предлагаем спеть главную песню страны. Вы, конечно же, догадались. Песня, которая прославляет величие и могущество нашей необъятной страны. Песня, которая вдохновляет на новые подвиги и свершения и объединяет все народы нашей огромной страны. И пусть каждый день этой уникальной выставочной площадки начинается со слов главного музыкального символа страны и объединяет людей всех национальностей, всех, кто любит свою родину, гордится ею и желает ей только процветания.
вас, Олег Алексеевич, уважаемые гости. И надеемся, что исполнение гимна Российской Федерации станет доброй традицией на международной выставке в форуме «Россия». Выставке важнейших достижений страны. Дорогие друзья, мы вместе! Перле! Уважаемые дамы и господа, мы уходим на небольшой технический перерыв и будем рады вновь вас видеть ровно в 15:00. Прямо сейчас большая просьба содействовать нам, ведь нам нужно сделать...
Что вы знаете о Чувашии? Например, что нашему языку и культуре уже несколько тысяч лет. Или что мы самый маленький регион Поволжья, но при этом 5-я по численности народность России. Что, если я скажу, что вы прикасаетесь к Чувашии гораздо чаще, чем кажется? Например, дома. Каждый день. Чувашия – флагман российского релестроения. На протяжении полувека 2/3 устройств, обеспечивающих стабильность электроснабжения, выпускаются у нас. В каждой 6-й квартире страны стоят чувашские двери, а каждый 20-й – чувашские окна. Ежегодно республика выпускает по 700 грамм конфет на каждого жителя России. Но мы за здоровый образ жизни, поэтому каждый россиянин съедает еще и по выращенному в Чувашии килограмму овощей. 13 миллионов российских мужчин хотя бы однажды приходили на работу в наших рубашках, а сотни тысяч из них еще и в наших носках. Произведенной у нас перекиси водорода хватит, чтобы 2 раза в месяц перекрашивать всех жительниц России в блондинок. К слову, после реализации проекта СПИК 2.0 это можно будет делать 2 раза в неделю. В каждой 2-й квартире страны стоит чувашская сантехника, а производимых труб хватит, чтобы 2 раза обернуть землю по экватору. Каждый россиянин периодически работает в огороде в чувашских перчатках. А если он решил выращивать хмель, то мы уверены, что скоро он переедет в нашу республику. Каждый 10-й ребенок катается на чувашских качелях, а его резиновый мяч точно сделан на нашем заводе. Даже если вы никогда не бывали у нас в гостях, поверьте, каждый день вы пользуетесь вещами, произведенными у нас. Приятно познакомиться. Чувашская республика.
Что вы знаете о Чувашии? Например, что нашему языку и культуре уже несколько тысяч лет. Или что мы самый маленький регион Поволжья, но при этом 5-я по численности народность России. Что, если я скажу, что вы прикасаетесь к Чувашии гораздо чаще, чем кажется? Например, дома. Каждый день. Чувашия – флагман российского релестроения. На протяжении полувека 2/3 устройств, обеспечивающих стабильность электроснабжения, выпускаются у нас. В каждой 6-й квартире страны стоят чувашские двери, а каждый 20-й – чувашские окна. Ежегодно республика выпускает по 700 грамм конфет на каждого жителя России. Но мы за здоровый образ жизни, поэтому каждый россиянин съедает еще и по выращенному в Чувашии килограмму овощей. 13 миллионов российских мужчин хотя бы однажды приходили на работу в наших рубашках, а сотни тысяч из них еще и в наших носках. Произведенной у нас перекиси водорода хватит, чтобы 2 раза в месяц перекрашивать всех жительниц России в блондинок. К слову, после реализации проекта СПИК 2.0 это можно будет делать 2 раза в неделю. В каждой 2-й квартире страны стоит чувашская сантехника, а производимых труб хватит, чтобы 2 раза обернуть землю по экватору. Каждый россиянин периодически работает в огороде в чувашских перчатках. А если он решил выращивать хмель, то мы уверены, что скоро он переедет в нашу республику. Каждый 10-й ребенок катается на чувашских качелях, а его резиновый мяч точно сделан на нашем заводе. Даже если вы никогда не бывали у нас в гостях, поверьте, каждый день вы пользуетесь вещами, произведенными у нас. Приятно познакомиться. Чувашская республика. Прямо на ВДНХ Максим и Анастасия станут мужем и женой на выставке «Россия». Сама церемония бракосочетания пройдет по национальным свадебным традициям. Конечно, и жених, и невеста предстанут в свадебных нарядах по старинным канонам. Костюм для девушек должен подчеркивать ее элегантность. На Насте будет традиционная тухья, головной убор незамужней девушки, платье с вышивкой, украшения из серебра. На Максиме будет статусный шубар. Лицо невесты в начале церемонии накрывается покрывалом. Еще один старинный ритуал – плач невесты. Он символизирует
символизирует ее грусть и прощание с семьей и с домом, из которого она уходит. Сыграть свадьбу по старинным традициям Максиму и Анастасии поможет ансамбль «Щевал». Церемонию репетируют по сценарию, у жениха главная роль. И, кстати, церемония бракосочетания будет по известной чувашской поэме «Нарспи Сытнера». Итак, Максим, Настя рядом со мной. Буквально через пару минут вы станете мужем и женой. Как ощущения? Немного трясет, волнуемся, очень переживаем. Да, очень волнительно. Как проходила подготовка? Расскажите немножко. Мы ходили на репетиции, репетировали в филармонии. Репетиции проходили весело, здорово, все выучили, все будет на высшем уровне. Ребят, почему решили связать свою жизнь друг с другом именно на ВДНХ, вот на такой масштабной выставке? Потому что это запомнится на всю жизнь. Это будет память нашим детям и внукам и вообще всей нашей большой семье. Настя, знаю про плач невесты. Расскажи, пожалуйста, что такое и вот как репетировала, как вживалась в роль. Это, наверное, очень сложно. Во время данного обряда невеста должна выплакать все свои слезы до замужества для того, чтобы ей не пришлось плакать в доме у своего будущего жениха. Настя, все, наверное, слезы уже выплакала на репетициях. Вообще, это очень волнительно, и данная мелодия, она настолько протяжная, что действительно каждый раз хочется заплакать. Максим и Настя, я желаю вам удачи, успеха. Сейчас все свершится. Бегите готовиться. До церемонии остаются считанные минуты. Прямо сейчас мы станем свидетелями заключения союза двух сердец под традиционные чувашские напевы. Нам так много хочется вам рассказать. О том, как мы принимаем гостей. И как путешествуем сами. Как храним легенды и чтим традиции. О том, как производим и создаем. Как проектируем и наращиваем мощности. Как участвуем в крупнейших промышленных проектах. О том, как ценим открытость. Как учимся создавать цифровые решения. И как нас учат этому наши дети. О том, как создаем условия для развития и как изобретаем новое. Как помним и чтим героев. Тех, кто вернулся из космоса. Тех, кто пал, защищая Родину. И тех, кто совершал подвиги в тылу. Как объединяем страну и передаем знания сквозь поколения. О том, как любим природу. Как обеспечиваем продовольственную безопасность. И делимся всем, что заботливо выращиваем. О том, как спасаем и лечим. Как проводим уникальные операции. И как бережем каждого младенца. О том, как восхищаемся мощью, красотой архитектуры и историей наших городов. Нам так много хочется вам рассказать. Но сегодня мы просто хотим за все это поблагодарить. Спасибо, Россия!
обряд несли в себе глубокий смысл. Символом любви, союза и способом сохранения духовной связи между прошлым и настоящим был свадебный обряд. Все начиналось со знакомства молодых на общих праздниках и в других деревнях. Традиции позволяли выбрать парню невесту самому, но последним всегда было слово родителей. Наши молодожены Анастасия и Максим встретились на берегах красивой реки Волги. По всем чувашским традициям сначала состоялось сватовство. И вот, наконец, настал счастливый день свадьбы. Слышна свадебная песня, с которой приближаются гости со стороны жениха к дому невесты. В традициях чувашского народа является обряд выкупа невесты. Вы слышите диалог между главой свадьбы и родителями невесты на одобрение соединения двух семей. Утмал жухрам утрамар, щитмел жухрам чупрамар. Утмал жухрам утса, вармадур лагачна жух, парплана гурдамар. Майрагия ылтын, чернивеже шуткемель. Майраги бешайратте пирегилме шулдавать. Шав жул бала гелдемер шак туйгалахпе хаклавада. Пирегетсе айыпту мастера. Айыпту маспар. Щитмел жухрам чупрамар, шешен хиреду храмар. Шешен хирим варинже шил жунат лаурхамах пиринюм магурынже. Пуже пеледедимес, уре шере беринмес. Шилбек югать, шилбек вешет. Шаван жине утланса гелдемер хаклахада дахлаш сиринбада. Пирегетсе хабал тавадыра. Хабал даватпар. Хабал. Хадай нежи сесен, яля гурынже хулабек. Килем нежи сесен, киле гурынже керменбек. Аслы гардыш варинже улка десле шуртларать. Шалагер зесен тватка дес. Шав тватка десрень пыргдесне. Шак туйхалахне тума ирик паражи хада дохлач. Пириндень ирик. Бирегетсе шахада сара вретне. Сарине шиджи ход пачерзе, шиджи ход ченду зайта. Тогда не хрепре впечатление пичке бур. Парбакине усасан, симбыл югать, теприне усасан, тут лашербеть пригенеть. Шав симбыл не сесен, үзерзех каймала, тут лашербеть не жизесен, тут лангалашмала. Мне хада дохлаш, тут жизерингамалар. Тульче! Кунданды ласы махам жук, сиринде ла юрат на шинным жук. Шитмен болзан шидерер, ытлашине кажарыр. Тав зире хада дохлач. Шыгыртвардан аслышук тезек алана вадызем. Шавын бада тудан забых самар пирен шыгырдвара. Хлеб всему голова. Хлеб выражал пожелания богатства и благополучия, а чтобы жизнь молодых была счастливой, подносили традиционный хмельной национальный напиток сора, приготовленный к свадьбе. Угощение гостей означало решить дело окончательно и бесповоротно. Подружки просят выкуп за невесту, требуя от жениха золотые монеты. Арчаукши, аллапус, шавук
Укшана помазан, арча парзаямас. Херенюк щихерих пус, ща укшана помазан, херне парзаямас. Эжу пыр гильнискер хернель мезер каймас пыр. Ну мне туй халахе халевара, юрлар, ташлар, саванар. Глава свадьбы уводит жениха к невесте в амбар. Песня «Плач невесты» является важным обрядом. Считалось, что невеста должна выплакать все свои слезы до свадьбы, чтобы не пришлось горевать в доме у своего мужа. Родители невесты благословляют молодых на долгую и счастливую жизнь. Халевара ашыбя мажень пилеса махней лезебгар. Итлезебгарча, итлерче. Юратна ачазем. Бірне-бірі юратса келіштерзе бұранар. Ваттизен сымакен жен аны ердер. Ялжын низене де хизеплезе пірле бұранар. Уйбек асла, варманбек хунавлы болар. Мұжырлана силабыл перенден тухман. Кайык күжікте мұжырланза ева шаварат
Чебегаларать. Икин вырца, вишен тымала булдар. Килгизымаға, урама илсе ан туғыр. Урамыризымаға, киле илсе ан керер. Хынасен бұрзан хыналамазыр қыларза ан ярыр. Ашу аннюне хизеплер. Хывырвара яланақ келіштерзе юратса бұранар. Пил сирячасем, пил. Ну мне хыдады хлач, пилен киле гаймада вғычисе келже, сиревара шене хыда начинет пер. Мать жениха соединяет руки молодых, используя сурбан, что означает благословение старших членов семьи, символизируя защиту и уют. Вокруг сундука вместе с матерью невесты песнями и танцами невесту уводят в дом жениха. Чтобы чистотой души и тела невесте войти в новый дом, родственники жениха отгоняют злых духов плетьми. А в доме жениха уже давно все готово для встречи гостей. Будущие свекор и свекровь выходят навстречу к молодым с хлебом и иконой, дабы благословить их семейный союз. Хакла часим, курса бұрыныр, шинсене де бар, тван сембе тван бұлар, күрші сембе келіштерсе бұрынмала бұлдар. Бір-бірін құшынче де келіштерсе бұрыныр, бір-біріне юрадыр, бір-біріне итлер, бір-біріне хизеплер. Итлемесен, хизеплемесен, бұрныш болмаст. Шақнан жаққалам. Телей зире әжазем. Пил зире. Лашпа мунеча кушинче, лашпа мунеча кушинче, хачана курак шатный бур, хачана курак шатный бур. Перед вами красивый и необычный обряд – переодевание невесты. Если до замужества девушка носила девичий убор тухья, то сейчас она надевает женский убор хушпу. Мать жениха вручает ей хлеб. Это означает, что она становится равноправной хозяйкой дома. Кинем, если те шак кильде хуша булдан,
Арчин вырыненче булмалла. Херарым вырыненче булдар. Шапла булдар. Гости получают первые угощения от жениха и невесты. Из важных свадебных чувашских традиций является первый танец молодых. Подруги невесты обсыпают молодых деньгами, символизируя мир и богатство. Все гости присоединяются к свадебному танцу. Свадьба продолжается. Уважаемые гости выставки, вы просмотрели обряд национальной чувашской свадьбы в исполнении артистов Чувашской государственной филармонии. По всем национальным традициям переходим к церемонии бракосочетания. Для государственной регистрации заключения брака на сцену приглашается сотрудник управления ЗАГС города Москвы. Уважаемый жених и невеста, сегодня для вас особенный день. Праздник, наполненный красотой, волнением и любовью. Все меняется в нашем мире, но найти свою половину и быть счастливым остается неизменным. Вы любите и любимы. И это самое главное для счастья и создания семьи, в которой всегда будет царить любовь, приумножая ваши силы, храня покой в вашем доме и даря радость каждый день. С этого дня начинается история вашей семьи, которую вы
Напишите вместе. Перед самым торжественным и ответственным моментом прошу вас ответить, является ли ваше желание стать супругами свободным, взаимным и искренним? Прошу ответить ваш жених. Ваш ответ, невеста. В соответствии с Семейным кодексом Российской Федерации, по вашему взаимному желанию и согласию, ваш брак регистрируется. Приглашаю вас поставить подписи в записи акта о заключении брака. И любовью, с обещанием всегда быть вместе, подарите друг другу обручальные кольца. Декабря 2023 года в городе Москве на международной выставке «Россия. Ваш брак» зарегистрирован. Объявляю вас мужем и женой. Поздравьте друг друга! Уважаемые супруги, я вас поздравляю. Вручаю ваш первый семейный документ – свидетельство о заключении брака. Для поздравления новобрачных на сцену приглашается глава Чувашской Республики Олег Алексеевич Николаев. Максим, Настя, Чувашла Блетери. Максим, тоже не Чувашла? Вместе. Тогда по-русски буду говорить. Дорогие наши Максим и Настя, я не меньше, чем вы, волновался, честно говоря, там сидел. Я не знаю, как вам, наверное, волнительно. Это мне так кажется, но я думаю, что вы больше волнуетесь и правильно делаете. Я от всей души вас поздравляю с этим знаменательным днем. День очень важный, день поворотный, но он замечательный, потому что вот вы становитесь сильнее в 2 раза каждый. Кажется, но на самом деле намного больше. Потому что союз мужчины и женщины на самом деле не удваивает показатели, а он там многократно повышает их, потому что здесь начинает твориться магия. И эта вот семейная жизнь – это на самом деле магия. А творцы этой магии – вы вдвоем. Так что вы с сегодняшнего дня являетесь магами, людьми, которые просирают путь себе самим, ну и, конечно же, будущим поколениям после вас. Я искренне желаю, чтобы вы сполна использовали все эти возможности, оставляли за собой добрый след, ну и, конечно же, потом, оборачиваясь назад на этот жизненный путь, всегда могли порадоваться, погордиться, ну и, несомненно, находить в этом новое вдохновение. Я хочу еще буквально несколько предложений. Вот сегодня уже, когда здесь проходил круглый стол, было сказано, что это впервые в таком формате круглый стол прошел. Я думаю, что впервые на этой площадке и свадьба прошла, но в Чувашском селе это точно по нашим обрядам прошла. Ну, я думаю, не думаю, а уверен. Вот я сам вот сегодня хожу целый день вот в этой одежде и прям чувствую, знаете, какое-то вот внутреннее такое волнение и такой вот некий поток. А это, несомненно, вот эта вот национальная одежда, вышивка, она вот запускает вот этот поток и, мне кажется, присоединяет нас к источникам силы вот этих древних времен, которые в
которой зарождалась эта традиция. И я думаю, что у вас есть семья. Сегодня подключилась к этим источникам. Поздравляю вас. Желаю добра, успехов, ну и, конечно же, счастья. Ну, разрешите маленький подарок от нас вам преподнести. Ну, конечно же, букет цветов. Ну и, конечно, может быть, не свадебное путешествие, но в нашем в Чувашской здравнице, в Солнечном береге, где все включено, провести несколько дней и насладиться временем, которое вы можете посвятить друг другу. Ну и, конечно же, построить планы на будущее. С удовольствием вам вручаю. Горько говорят, народ, горько говорят. Для поздравления от автономной некоммерческой организации «Дирекция выставки достижений Россия» на сцену приглашается руководитель проекта Юлия Юрьевна Стоянова. Дорогие Максим и Анастасия, от всего сердца, от нашей дирекции, от выставки, от всей России поздравляем вас с этим прекрасным днем. Желаю вам счастья, чтобы вы поддерживали друг друга, любили друг друга, чтобы ваши чувства только становились с годами все сильнее и сильнее. Мечтайте вместе, и вместе идите к этой мечте. И разрешите вам от нашей дирекции вручить подарки, памятные сувениры, а также от Комитета по туризму города Москвы вручить вам обзорную экскурсию индивидуальную с гидом по столице и проживание в отеле «Экопарк Тепло», чтобы вы могли отдохнуть от насыщенного дня и пережитых эмоций. Спасибо вам большое. Дорогие друзья, уважаемые гости, давайте еще раз дружно, ярко, гостеприимно поздравим эту замечательную пару влюбленных, семейную пару с праздником, с днем свадьбы. Счастья вам, крепкого здоровья, семейного благополучия! Ура! Дорогие наши друзья, а мы спешим напомнить то, что ровно в 17:00 на этой площадке состоится концерт Чувашского государственного ансамбля песни и танца. Приглашаем, праздник продолжается! На этом церемония бракосочетания по старинным чувашским обычаям завершилась. Еще одна пара стала семьей прямо здесь, на ВДНХ, на международной выставке «Россия». Кстати, Максим и Анастасия намерены сыграть свадьбу и в Чебоксарах. На этом программа Дня Чувашии не заканчивается. Впереди презентация изделий народных художественных промыслов. Это и вышитые валенки, чувашский обрядовый ковш, национальные головные уборы, куклы, одежда и сумки с чувашскими принтами. Затем гостей выставки ждут мастер-классы по приготовлению чувашских национальных блюд. Кстати, говорят, приятный запах доносится уже сейчас. А я напомню, выставка России на ВДНХ в Москве уже посетили более 1 миллиона человек. Если вы тоже хотите посмотреть, как регионы нашей огромной страны демонстрируют свои достижения, приходите, приезжайте, прилетайте на ВДНХ. Кстати, экспозиция продлится до 12 апреля 2024 года. Посетить ее могут все желающие абсолютно бесплатно. Мы, национальное телевидение Чувашии, покажем все знаковые события пребывания нашей республики на выставке в своем эфире. Так что смотрите НТРК Чувашии и подписывайтесь на телеграм-канал «Наши новости». На этом трансляция подходит к концу. Я с вами прощаюсь и уже бегу дегустировать национальные блюда. До встречи!